Ну, изначально, наверное. А? Ну, сначала. Ну, Дом литераторов Хакасии, мы молодая организация, в конце 2009 года только основали нас при поддержке Министерства культуры. Ну, и проживаем, да, это мы называем, это наш дом, второй дом. Иногда нас даже называют, кто-то называет дом императоров. И в нашем доме соседствуют две организации живет. То есть Дом литераторов — это государственная бюджетная организация, и Союз писателей Хакасии — это некоммерческая общественная организация творческая. И вся литературная деятельность региона, она вот сконцентрирована, получается, вот в Доме литераторов Хакасии и, соответственно, Союз писателей. В Союзе писателей у нас на данный момент 38 членов Союза писателей России, а сотрудников у нас 7. 7 получается. Штатных, получается, на штатную единицу мы вот втроем и директор. 2 методиста и директор. А так 7. Ну и чем мы занимаемся? Мы поддерживаем писателей Хакасии. У нас среди методистов есть председатель Союза писателей Хакасии. Она у нас в качестве методиста, поскольку мы как бы, финансово ее поддерживаем вот таким вот образом. И с писателями выезжаем, по Хакасии ездим, со школами, да, сотрудничаем, с библиотеками сотрудничаем, встречи творческие организовываем. Конкурсы литературные у нас ежегодно проходят, несколько даже. И вот в этом году мы попробовали запустить конкурс для литературных объединений. И выявили, нашли действующих 9 литературных объединений. Да? Да, 8. На территории республики у нас, да? Да, функционируют, но на данный момент Нет, работают. вместе с Минусинском. Нет, Нет, из Минусинска. Это только по республика. Хакасии. Так они тоже же приезжали, помню. Она была председателем этого конкурса, поэтому, Объясню. то есть со стороны, взгляд со стороны. Ну, среди этих литературных объединений был один школьный кружок, то есть 8. Ну, да, 8 туда Мгм. пришло. Вот. И этот конкурс мы придумали для того, чтобы их выявить и как-то с ними в дальнейшем сотрудничать. Вот. Теперь мы будем как бы с ними работать. И также у нас при Доме литераторов организовали в каком году? В 2017 году придумали мы встречи с молодыми авторами. На тот момент это были участники, скорее всего, конкурсов наших литературных. Это таинство слова. И назвали, да, мы их «Таинство слов». Вот. И на протяжении уже нескольких лет «Таинство слов» растет, и на сегодняшний день это уже Совет молодых литераторов при Союзе писателей России. Россия, правильно. Да, и Региональное называется отделение. также вот «Талпаза», носит название и переводится оно как «Цветущая верба». Да, это все пошло от лагеря. Лагерь мы проводим также по итогам конкурса «Радуга талантов», наш ежегодный конкурс творческий. И всех творческих ребят мы привозим сюда, здесь вдохновляемся. По итогам лагеря у нас выходит сборник. И мы в дальнейшем со всеми вами планируем тесно, плодотворно сотрудничать и работать. Вы, надеюсь, нас поддержите. Что еще, Ирина Николаевна, у нас? Ну, что бы я бы еще добавила, Ну, да? книги издаем. Ну, естественно, да, это же входит, Это главное. да, это одна из главных наших задач, да, направлений. Помимо поддержки наших писателей, да, действительно мы ведем и пропаганду, и не только творчество, да, наших писателей. И, конечно же, мы стараемся работать в направлении поддержки развития нашего родного языка. То есть это вот Валентин уже сказал, что мы в деревня, в села, в районы выезжаем, библиотеки, школы. Обязательно и также для поддержки родного языка у нас конкурс обязательно связан, чтобы и на русском, и на хакасском языке, да, присылали нам свои работы. Для нас это тоже очень, очень значимо для нашей республики, и вообще для нас как
коренных жителей, да, нашей республики. Вот. И помимо этого, что мы еще? Но непосредственно вот такие творческие встречи тоже, они происходят хоть один раз в год, но по результатам, вот уже проговорили, радуги талантов, да, но бывают и такие случаи, что, допустим, победители, кто-то из победителей не может ехать, поэтому есть и ребята, которые, вот, допустим, вот Есения с Елизаветой, да, они в поисках, и, то есть, именно молодых, которые хотят обучиться, получить новые знания, то есть мы это только приветствуем. Для нас это тоже очень значимо и важно. Для ребят, допустим, вот кто уже более какие-то после предыдущих лагерей, да, получили опыт, знания какие-то и двигаются дальше по, как сказать, по лестнице, да, то для них это в какой-то момент замечаем, что вдохновение пропадает и что-то куда-то исчезает, растерянность появляется. То есть в эти моменты, в общем, здесь в кругу, когда все общаетесь, то есть какие-то новые идеи, мысли, цели появляются для дальнейшего движения. Вот. И очень радует, что после такого лагеря ребята действительно получают для себя какие-то важные результаты. Новые произведения пишутся, новые поэмы, романы, да, и вот эти моменты тоже очень важны. И, конечно же, обмен опытом, то, что у нас межрегиональный уровень, это для нас тоже большое значение имеет, поэтому то, что вот сегодня Максим с Юрой представили журнал, это для нас познавательно, потому что у нас тоже есть идея, да, как бы нам начать издавать этот журнал, какие-то азы, с чего начинать вот этот процесс, чтобы он дальше развивать это все. Вот. Что-то я еще хотела Потом добавить. литераторов по госзаказу Министерства культуры, в целях пропаганды литературы хакасских писателей и русскоязычных. Издают книги. Да. Какие книги издали? Ну, Вот раньше вообще за издавали, 10 да, по 10-12 наименований книг издавалось. Вот, в А год сейчас даже год, да. больше 10 было Ну, наименований, 10-12. да. Причем в этот перечень не входил еще сборник молодых. Членов литературного гения, да. Каждый год выходит вот такая антология молодых авторов всегда. Но мы их авторов не писатели, конечно, называли. Писатели называют только тех, кто входит, является членностью за писателя России. А так как бы литераторы ежегодно выходит, это уже, по-моему, 6-й или 7-й сборник. Самый первый сборник в 2010 году вышел по итогам, да, фотографии, все. И книги, и романы довольно толстые, 500 экземпляров, того же Балашова издавались романы. В переводах очень много романов. Вот, Костякова Ивана Мартыновича романы издавались, да, по «Зеленым тропам» и так далее. Довольно объемные, тиражом 500-300 экземпляров. Но так, да, но сейчас уже снизились экземпляры, поэтому сначала рассматривают рукописи, приходит в Дом литераторов. Редакционный совет как бы одобряет, выбирает, и потом уже совет, как он называется? Экспертный совет при Министерстве культуры уже утверждает рукописи, выделяются на это деньги, с автором заключается договор, в котором прописано, что гонораром являются это авторские экземпляры, только 10% получается. То есть издается 300, автор сколько там? 30 отдается, это твой гонорар, что хочешь, что делай. Продавай, не продавай и так далее. Вот в таком плане. То есть у нас, у писателей, есть выход куда-то, есть возможность издать свои книги. Как для молодых авторов, а это очень большой стимул, когда молодые авторы по итогам лагеря литературного и по итогам своей творческой деятельности имеют возможность издавать. Также Дом литераторов ежегодно, в этом году, не знаю, издавал сборники молодых авторов. Вот крайний был Илья Карина, вот, да, минус 30, Карина и Акатова. Перед этим Анна Гуркова была, Полина Кандаурова. То есть каждый год выходил сборник молодых писателей, авторов. Это тоже очень большая роль большую играет. Уже авторский сборник. Да, это уже авторский сборник, это уже
сначала, конечно, публикуется в журнале «Абакан», там, в газетах, некоторые в пятницу в газете печатается, в «Абакане», «Юрта» журнал, «Абакан» журнал. Это как бы первая ступень, а это как бы вторая ступень, это уже более высокая ступенька мастерства идет. И автору мне приятно, когда это сборник. Также и писатели, когда есть возможность опубликоваться, тоже большую роль играет. Потому что когда пишут стол, это уже как-то и желание проходит. А когда ты знаешь, что твои произведения будут опубликованы, у нас, кстати, конкурс проводился, вот, связан с хакасским языком, мы заметили, что в Хакасии много героических сказаний, легенд было, мифов различных, а молодежь не читает это совершенно. Потому что написано на научном языке, такой, ну, ученые, причем на хакасском языке только. И был объявлен код «Мудрость предков» детям. И вот как раз Павлова первая была сказка, ее издали очень красиво. Да. Потом другие произведения были. То есть цель-то была, чтобы заинтересовать детей хакасским фольклором. Или, ну, там написано по мотивам хакасских легенд, по мотивам хакасского фольклора, чтобы тоже как бы первая ступенька заинтересовать. Живет в Хакасии как бы дети, даже вот ни сказок, ни легенд, ничего не знают буквально. Чтобы они заинтересовались и в дальнейшем уже, ну, как бы дальше пошли. Стали изучать их более профессионально, эти легенды и так далее. Есть у нас вот «Радуга талантов», но это 18+, правильно? А есть еще для детей до 18 лет, забыл, как называется. Славянское наследие? Нет, как-то по-другому конкурс называется. По-моему, тоже «Радуга талантов», уже двух частей Там две возрастные категории. Там две возрастные, Вот. от 12 Вот я о чем говорю, да. до 35. Ну там, конечно, посложнее, там договариваются уже в юрте, чтобы опубликовали или в журнале «Абакан» произведения. Мы стояли у нас планы, конечно, и книжку издать, вот эти творчество молодых авторов до 18 лет. Но пока не получается. Есть в планах журнал, конечно, у нас остается на хакасском языке НСА, правильно? Да? «Радуга». Вот это на хакасском языке, вот на русском языке журналов вообще нет. Но есть журнал «Абакан», но это чисто... Он был раньше «Абакан» литературный, но потом прикрыли, сказали, а почему-то у нас... Вот теперь городской, господи, публицистический журнал, как-то так он называется. Там в литературном произведении очень мало отводится страничек, так сказать. В основном вот жизнь города, ну, публицистика такая идет в основном. А вот, конечно, свой журнал, это бы вообще замечательно было. Но пока не получается. Было мысли сделать интернет-журнал, как бы, но это тоже очень большие деньги стоит. Все выбирается финансы. Поэтому вот будут финансы, может и... Вообще, есть сайт Дома литераторов. Выходите, узнавайте новинки, там конкурсы все публикуются. Можно из Иркутска туда выходить, присылать свои произведения, по-моему. Наши конкурсы пока нацелены только на местных авторов. Нет, я говорю просто как информацию черпать, что. Вот единственный сборник. В Хакасии прошел конкурс «Радуга таланта». Или еще что. Ну, просто знать о жизни друг друга. Вот кто-то приезжали к нам, мы хоть узнали, что там действительно какие-то писатели есть, вот это, классики. Что молодые писатели пишут, авторы. Узнали. Вот из Тувы тоже приезжали, вот сейчас, и в прошлое, и позапрошлое. Тоже много узнали интересного. Из Томска приезжали, я знаю. Из Минусинска приезжали. Чтобы общение было, хотя бы знают, кто чем занимается. А то мы, собственно, с такого варимся, и даже не знаем, что там. Ну, с Якутии понятно. Они даже нам приглашали, чтобы присылали учиться к ним. Готовы были деньги вложить, чтобы переводчиков нам сделать. Бесплатно, причем, как бы хотели, ну не знаю. Сейчас в плане перевода тоже как бы вопрос открыт. И... Критиков тоже планировали. Если все хорошо получится, в следующем году, по-моему. А, в этом же году конкурс был, критиков не сказали. Переводов. Переводчиков был. Нет, переводчиков. Да, первый республиканский. Да, 15 тысяч все-таки тоже был, это ощутимый результат, как бы, пример хороший. Это мы просто планировали критиков еще сделать.
Ну и конкурс есть хакасских художественные произведения на хакасском языке. Ну да, там это уже, да, именно немного тематику в этом году мы сузили, чтобы они были именно для детей написаны. Дни славянской письменности проводятся, Дом литератора. В этом году что-то очень много произведений. Или позапрошлом много было, я точно не помню. У нас много Очень много проходит произведений разных. отбирается. Вот про Кирилла и Мефодия. Есть, конечно, очень хорошие творческие работы, а есть, видимо, учителя литературы заставят, они с интернета скачают. Потому что я вот произведение 30 читал, наверное, одно и то же текст буквально идет из интернета, он сразу отбрасываешь и все. А вот если неказисто пишут, ну свои мысли. Мне вот это нравится, ладно, техника хромает, но свои мысли вкладываешь как бы в текст, свою душу. Вот это очень хорошо ценится особенно. Стоит Конкурса. отметить, что у нас на уровне правительства есть две господдержки, да, это Да, премии. литературные премии имени Три наших поддержки. известных писателей, это имени Моисея Баинова за создание поэтических произведений и имени Николая Доможака. Вот они классики, они здесь должны быть И за стипендии создание еще. прозаических. Стипендии В размере 100 тысяч, да? 100 Да. тысяч. Да, вот этот конкурс проходит ежегодно, и это поддержка уже состоявшимся членам. Стипендии не забудьте. И вторая поддержка – это именная стипендия главы Республики Хакасия молодым литераторам. То Это есть, тоже очень ценно. да, когда литературу молодая более-менее чувствует как-то поддержку. поддерживают. Ну, там тоже в Государство, денежном как бы. эквиваленте, да. Да, это стипендия в размере 20 тысяч, но все-таки. Тоже ощутимо для молодых-то. Ну, поддержка, я думаю, тоже неплохая. Естественно, культура у нас хорошо заботится. Грех жаловаться, правда. Может, Ну, среди правительства это хорошо заботится. Ну, все зависит от финансов. Сейчас вот финансы урезали, подешевле. Касаемо финансов, у нас ежегодно определенный лимит, да, финансовый денежный лимит, и на эти деньги мы должны набрать книги, которые мы будем издавать на следующий год. То есть у нас есть положение о приеме рукописи, до 1 сентября мы принимаем рукописи. И в зависимости от объема мы уже, вернее, в зависимости от денежной суммы мы уже урезаем объем, то есть исходя от суммы. И в этом году у нас планируется к выходу 2 издания всего лишь. Это издание классика юбиляра Костякова Ивана Мартыновича и да, героический эпос, очень объемный, в рамках года эпоса. Семен Иванович Шаубаев. Да. Там почти 20 авторских листов. Поэтому. Да, объем большой, но как бы комиссия все-таки решила, что Да. так как в год хакасского эпоса нужно... Как называется? Айсалган? Нет, это Ольга Васильевна. Нет, правильно, Айсалган. Кюнсалган. Что-то на каком-то коне, по-моему. Айсалган и Кюнсалган. Да, объем большой, либо мы на этот объем несколько маленьких делаем, либо один большой. Вот. А это он, получается, он вот взял, ну, скажем так, старые источники и их, скажем так, перевел или восстановил? Или же это он сам На их придумал на основе. основе... Ну, Это авторское. записано со слов сказителя, набрано и теперь вот издается. То есть запись вела Светлана Семеновна Чаптыкова. То есть с его слов это было просто вот буквально вот Зафиксировано. слово, да, записано, зафиксировано. Ну, это просто к тому вопросу, что Да. вот Юрий Анатольевич говорил, что вот что Валентина Манагашева, кто, собственно, занимался этим, что трудно читать, потому что это такой больше научный труд, и это правда, в какой-то степени это отчасти больше научный труд, нежели творческий, потому что задача, ну, как бы, что ставит перед автором, в первую очередь, восстановить то, что было утрачено, или же Сохранить все-таки это наследие. переработать творчески и показать, в первую очередь, как бы себя. Тут, допустим, вот есть тоже, как-то, скажем так, две Нет, стороны. это больше то, что было. Нет, я имею в виду, что, смотрите, Это есть оригинал. две Оригинал. стороны, на самом деле, этого, потому что, вот, допустим, есть Валентина Манагаш, допустим, Айкуйжин, вот она вот сделала такой перевод. Но есть, допустим, творческий перевод Албынжи, допустим, который, собственно, я не помню, как... Это перевод. Да, это был творческий перевод. Это перевод, да? Да, но человек специально, я не помню, как автора перевода на русского, получается, фамилию. Нет, а здесь на хакасском Здесь на языке будет. хакасском. Нет, вы... Ага. Ладно, хорошо. Здесь Не будет поняли. Про да? переводы, Да-да-да. Это для сохранения, так сказать, это не для современного читателя. Да, я понял. Я имею в Ну виду, что это, наверное. да, я имею в виду, что, как бы, допустим, вот хорошо читать, допустим, богатырский эпос, как хакасский эпос, в контексте перевода и
как бы, ну, на русском и на хакасском одновременно примерно. Потому что оно сразу дает полноценную картину, потому что, ну, как бы такое и ассимилирование, с одной стороны, в голове, с другой стороны, как бы понимание того, чего, допустим, нет в русском, оно дается вот именно на хакасском. И наоборот. То есть, в особенности перевода. Ну, желательно еще отредактировано, если это в переводе, да, чтобы это было не просто в контексте, как вот есть, да, так и перевели, а более Не литературно. подсрочный Нет, перевод, это а художественный Да. перевод. Смотрите, как раз вот сейчас поедем когда в Казанов, куда у нас будет такая уникальная возможность, как раз будет проводиться работа по чтению автономов. Это Инна Нанина Майнагашева. То есть это будет чтение вслух, я так понимаю, какой-то разбор, практическая отработка, чтобы вы каждый понимали, как это правильно делается. Будет произведение Моисея Романовича Баинова «Хан Тёмас», да, правильно? Да. То есть он идет из перевода. Вот, вообще не читал это произведение? Хан Тёмас? Угу. Ну, если я начинал, но я не закончил. Ну, стоит отметить, что героическое это читается тяжело, поэтому вот это вот все нюансы, как это читать, мы отработаем в Казани. Если несколько прочитать, то уже потом легко. Да. Там же это же жанр, в смысле, там вот уже какие-то вещи просто Кстати, вот узнаваемые. мы, получается, в июне, 18 июня, да, как раз проводили такой видеоформате, видеозаписи. Мы вот записывали Сибдея, еще на хакасском языке у нас читали, да, Альбина Сильна Курбежека, Надежда Афанасьевна подключилась, вот такая запись была, читали Хан Тёмас. И перевод на русском языке, то есть на двух языках эту запись мы В принципе, неплохо где-то получилось, да? ВКонтакте в нашей группе вы можете включить, послушать, просмотреть. Мне тоже очень как бы интересно. Вот. Что еще было добавить-то нам? Вопросы? Может быть, да? А Будем вот спросить. как бы так взгляд из Иркутской области, да, вот в связи с идеей создавать свой журнал, то есть, по крайней мере, вот на уровне городском уровне Иркутска. Ну и, собственно, вопрос, а как у вас, да? По поводу выйти за счет, ну, за рамки бюджета, да, Дома литераторов и, например, создать новый проект, например, журнал. То есть у нас, допустим, на уровне Иркутска пользуются, на уровне области и на федеральном уровне, да, пользуются, ну, на мой взгляд, поддержкой, особой поддержкой, да, проекты, именно связанные именно вот с национальной культурой, с малыми народностями и с молодежью, собственно. И то есть осталось только выбрать, какого уровня проект сделать. То есть есть ли возможность попросить у города, у Абакана, да, например, либо у республики, либо сразу на федеральный, да, проект подавать. То есть, по крайней мере, у нас в Иркутске вот в том году, в этом году я участвовал в проекте «Лабор 2021», он как раз, то есть, выступал по школам. Там он направлен на то, чтобы познакомить вот школьников, жителей Иркутской области как раз с другими народами, с другими нациями, с какими-то вот культурными, именно не с русскими традициями, да, а именно, то есть изначально вот проект, он именно был сформулирован как проект по национальным культурам, по их вот взаимодействию. И его поддержали, то есть это вот уровень города Иркутска был поддержан проект. Вот, Ну, это вопрос об участии в грантах, да, в проекте? Да, вот об участии. То есть Нет, возможность у нас другие есть. замыслы. Главное, Нет, у нас не опыт участия небольшой, мы пытаемся, мы мониторим все вот эти вот сайты, вот как раз вот президентский фонд культурных инициатив тоже вот недавно вот смотрели. Но другое дело, что мы это нарабатываем, опыта пока написания грантов у нас маленький, но мы подавались уже. Пока... У нас жена вот так же ходила, как Сибирь. Вот такой же, Да. да, коротко ответить. В общем, что я, ну, у нас же обмен опытом, да, еще, что будучи на разных, так скажем, мастер-классах и, допустим, министр культуры по молодежной политике, министр по молодежной культуре, да, Иркутской области, когда у нас выступала, да, все, я все уже сам тоже волнуюсь,
и министр культуры, и министр по молодежной политике, и когда мы ездили в Химки, там тоже были семинары и лекции по написанию грантов, собственно, все говорят одно и то же. На всех уровнях власти, да, и те, кто делал проекты и выигрывал их, главное не бояться и делать. Нет, по грантам это все, Да. честно говоря, это зыбко очень. Сегодня Да. есть грант, завтра нет. Да. А вот как журнал «Сибирь», это На постоянно. постоянно. Постоянно это финансирование, зарплата редактору, редакционному совету, уровень всего прочего. Все, так же, как «Сибирские огни», там, ну, вот эти. Тем более у нас республика, национальная республика, поэтому там вот, по-моему, легче будет решить. Да. Это по первому вопросу, если там все по сохранению языка и, там, все прочее. и там два варианта, да, то есть обосновать сразу, что это нужно, что это будет успешное направление деятельности, и тогда сразу поставят ну, навсегда, да, это все. Либо все-таки вначале сделать разово, показать Вот. власти, что Нам это то же самое говорят. да, что это Сначала хорошо. сделайте первый экземпляр. Мы посмотрим, Да, а потом посмотрим. да, вот, к сожалению или к счастью, хоть так, да, но чаще всего это работает именно. Ну, Мы это вначале даже- должны посмотреть, а Ну, вот потом уже смотрите, на выделить. примере Это надо сделать. нашего литературного профессионально лагеря, да? сделать, В чтобы 2014 году мы стартовали как пилотный проект без какого-либо финансирования. Просто придумали, приехали. Вот Ирина Николаевна, первый участник, организатор этого проекта. Приехали за свой счет, да, кормили, варили, показали сами никого себя, не показали нанимали. Да, себя, мы да? показывали себя. Министерство культуры приехало, посмотрело, да, можно вот этот проект реализовывать в дальнейшем. И с тех пор, получается, мы уже, они нас начали финансировать, и ежегодно этот проект уже Бюджет проходит уже при вложен, поддержке, всё. да, Министерства культуры. Так же с журналом хотят. И сюда же мы закладываем издание сборника молодых авторов. Причем журнал на Хакасском-то издается. Да, на Хакасском есть. Журнал- То есть это к тому, что вот Максим говорит, что по национальным вопросам, да, то есть как бы, а здесь-то он есть, он Журнал Да, есть. он у на нас Хакасском проходит есть. по нацпроекту, по программе «Культура», и ежегодно также финансируется и издается один раз в году. Туда у нас входит, да, на хакасском языке только. То есть произведение. вопрос именно, чтобы На было русском. издание На на русском, русском, да. да, какое-нибудь. Ну, на Ну, русском. планируем, Либо да, общее да. издание, то есть двуязычное. Ну это пока еще так и так решают. Как. Планируем журнал с переводами даже. Пока так планирую, ну, на двух языках. Планов на Ну, самом там деле немного. много, конечно, хотелось бы еще к этому моменту потянуть наш СМЛ, чтобы они тоже более активно включились в этот процесс, какие-то, возможно, новые свежие идеи. Там Так без них и не получится, а кто будет это делать? Вот, Молодежь и поэтому должна делать. очень надеемся на вашу поддержку, активность, да, плодотворность. Создание журнала. Ну а как? Создание Не, обязательно. ну для кого журнал-то журнала будет? и- Для молодых авторов. Сейчас с Для лагеря, как создания приедете, материалов начнете самих. писать, да, там поэмы, романы, стихи. Пока журнал сдадут, нам уже рассказы, за 100 лет вот будет. это вот. А вы как раз в возраст подойдете. И у нас в Иркутске тоже, вот, например, Сибирская лира, конкурс чтецов, то есть Тоже конкурс часов забыли сказать. да, конкурс чтецов, он начинался изначально тоже без госфинансирования. То есть несколько лет проводился, а потом уже Медкульт увидели и все, и теперь он уже на финансирование, на госфинансирование. То есть когда молодые авторы, тоже по разным возрастным категориям, читают стихи, прозу. Нет, то есть там не молодые, Сибирских. там чтецы. Ну разные. Они разных там возрастов. буквально от 8 до Да. бесконечности. Они могут не свое читать. Они Читают не свое, а знают. именно Чтецов может классиков. проходить в библиотеке, при библиотеке, при школах. Мы стараемся, ну, как бы мы участвуем только в жюри, в качестве жюри можем, да, поучаствовать. Но мы в основном проводим такие конкурсы, где создаются произведения. То есть мы ищем Ищем новые авторов. таланты. Да. В качестве Вот это примера, что вот даже вот такой конкурс, он тоже начинался на добровольных началах, только потом его заметили, он себя зарекомендовал, и тогда уже Добавили идет в госзадание. госзадание поставить.
Да. Ну, Поэтому Ну, чтение так вот работаем. авторов Иркутской области. Сначала авторы скидываются Да. и сдают за У нас так и требуют. Покажите товар, а потом мы купим у вас его. Да. А что на словах говорить? Вот и надо Вроде как уважать. бы все, возможно, есть вопросы. И, например, на федеральном уровне, если подавать, да, вот тут же фонд культурных инициатив, одна графа, как я еще не смотрел, да, документацию, но участие в предыдущих проектах, то есть, что ты уже сделал несколько успешных проектов, и вот еще раз подаешь. То есть, Разная графа. да, то есть как бы тоже, как ты раньше работал. кредитная история, грубо говоря. Давай, то есть, Стоит тебе, да? положительно доверять. То есть это все тоже есть, да. И в этом плане, да, просто так деньги никто не даст. Капитализм? Вначале должны посмотреть на работу до этого. Вот. К этому этого не надо бояться, надо к этому спокойно относиться, да. А просто брать и делать, несмотря ни на что. Ну, Слушай, когда начали? Молодым это надо брать и делать. Ну, естественно, вместе все. Не, ну доктор литература всегда поможет. Ну, конечно, безусловно. Инициатива только должна быть такая хорошая. У нас он сейчас тоже ездит по всей России. Вот Еще пускай что-нибудь. ездит, добивается. Он собирает идей сейчас. Кто, Анатолий? Да. То есть, Да. Он там катается, наверняка. Да, Целый да. ворох идей так вот. Не будешь искать. Я надеюсь, ничего не найдешь. у меня постоянно спрашивают, что там у вас. Что там у вас? Анатолий председатель, я не знаю. я дома литератор. Друг у друга интересуйтесь между собой. Да, это все, это без проблем. Собираемся, вот у нас каждое второе Давайте до Ильи воскресенье. слово передадим, да? Давай, Да, как это называешь? по Да? концовке. Место, Да? место. Ну уж сюда можно с места вещать. Это какая-то передача известная в странном виде. Место какое-то забыл. Здравствуйте, товарищи. Ну вот, многое уже сказано, да, по поводу того, что очень помогают с изданием книг, авторских сборников целых. Это еще хорошо тем, что есть конкурсы, в которых участвовать могут только уже готовые книги. Это дополнительно для авторов, то есть полезно и удобно. Вот уже книга есть, ее можно отправлять на конкурс. Мы, наше хакасское отделение СМЛ, собираемся каждое, получается, второе воскресенье, чтобы обсудить подборку одного из молодых авторов. Там решаем, кого будем обсуждать, кто доброволец или Подневолится. по считалочке выбираем и так далее. Получается, начиналось это человек 4-6 было всего в начале. То есть это и Анатолий Бимаев, которого мы избрали председателем нашего отделения. Я, Галя Феофилова, Анастасия Спалевич, Вячеслав Степанов. Вот такой был состав изначально. И также мы в парке сначала встречались, как-то что в разных местах. Потом решили собираться уже в Доме литераторов. Там прошел ремонт, все стало красиво и хорошо. Начали собираться там. И вот последний раз, наверное, человек 15 было, получается. То есть каждый, из знакомых приглашает пишущих. Те, кто, может быть, писали раньше в стол, но решили для интереса попробовать прийти, обсудиться, получить какую-то обратную связь. Также я, когда меня приглашают, допустим, выступить в учебных заведениях, на школы, училища, я там всегда тоже это озвучиваю. И от меня, то есть, приходит, бывает, там 1 человек, 2. То есть работа ведется, но у нас с критикой, к сожалению, проблемы, потому что у нас в критику хорошо, наверное, Полина Кондорова теперь осталась из критиков, из тех, у кого есть образование. Горьковский архитектурный институт она заканчивала, то есть может, разбирается лучше, чем я, допустим, который нигде ничего не заканчивал.
по этой области. Дарья Вилясова была тоже, но она с нами уже не встречается. Мгм. Был один раз. Это был один Первый раз, да, и ей не понравилось, что там, Последний, да. что не было хэштегов с ее именем. Обиделась. Там нет, мне что-то такое неинтересно. М. Ладно. Это просто недоработка была, мы потом указываем всех. Вот. И поэтому, да, как бы собираться-то мы собираемся, но каждый как бы в силу своего опыта, багажа какого-то, знаний, что может, то и говорит. Как бы, и поэтому у нас не хватает там критика сильного, который бы нас пинал, допустим. Пусть так это активно, но по делу, по существу, как-то из этого вырастали с своего нынешнего уровня. Вот. И да, необходим нам свой журнал, как-то сборник авторский. Это Анатолий тоже на эту тему недавно узнавал. Да, там ему как раз сказали, что вы давайте начинайте, и мы поможем. Но я не знаю, на какой там стадии этот процесс, есть ли какие-то идеи у него, может, приедет сейчас и расскажет. Осенью мы начнем, у нас на лето перерыв вот с нашими совещаниями. С осени возобновим работу, и может быть там какой-то план нарисуется. В целом поддержка хорошая всегда, и нам помещение, то есть есть где суровую зимой собираться. И всегда готовы нам помочь. Вот такие дела. Вопрос? Я так знаю, у тебя есть поэма. Да, есть «День и ночь», она была опубликована в последнем номере 2020 года журнала. Ну, На основе легенд Хоте Ахтас, ну или преданий, как говорили, что это легенда. Илья, а сколько, какое время вы собираетесь уже? То есть вы Год. вот в Год мы Доме начали. литераторов и до Дома литераторов же тоже было. До Дома литератора было таинство слов, да. 2 года, наверное, получается, в общем, 2 всё. уже, да. С таинством слов, если считать. Как СМЛ? 20. Как СМЛ год. Как СМЛ год. Мгм. И Я кто может к потом вам прийти? расскажу литературное объединение, которое до этого было. 99-го года. У нас как будто какая-то это. Туда Полина Кондорова ходила, Сергей Черниченко, А вот Бондаренко. после этого какой-то кризис наступил. Я вот Смена поколений наступила. Да. Я об этих литературных даже и не слышал, что у нас их 8, да? Лет объединения. Ну, они вот как-то вот так вот они выявились, а мы еще и дописали, что литературные кружки, чтобы, возможно, литобъединение это подразумевает все-таки какое-то положение, это, то есть все документально, Это и скорее некоторых кружки, это да, тормозило, поэтому большинство. мы и кружки еще добавили. Они как сами в себе, наверное, по большей части, потому что я прям не Нет, слышал. они себя позиционируют как Как литобъединение. Мгм. то есть они профессионалы уже. Взять Черногорск, там 2 литературных объединения даже Мгм. получается. Да. И молодые, и более пожилые. Там Акатова знакомы. Да, да. Лучше Я всего очень Стрежень, люблю. самый опытный у нас. Стрежень, 50 Да. лет уже. Стрежень я Ирбис, слышал. да, в селе Баграт есть вот объединение, литературное кафе, да? Не кафе, а Ну, клуб. Мы так подозреваем, что их больше, чем 8, потому что Абаза вроде как пыталась, но не пришла. Аскиз пока помолчал. Но этот конкурс у нас планируется через год, хотя бы раз в 2 года проводить, да. поэтому мы еще найдем. К этому Ну, на времени. филфаке было литературное объединение, если знаю, нет. Имени Суворова, по-моему, было. Нет, это было. Сейчас, Это раньше, да. сейчас, как же его, Я что господи, не Сейчас вроде бы слышала. ничего такого нет. нету? Вроде бы ничего. Там учился, когда как раз вот в литосферу ходил, у него еще такие стихи были, математически рассчитанные. Забыл фамилию. Сидельников? Не. Еще зять Полежаева был. Тамиркан? Тамиркан. Максим. Да, вот он там на филфаке, когда учился, он вел. Потом в школу перешел работать. Года 2 тоже вел, наверное.
Хотя что-то куда-то исчез. Это... Да, вот, кстати, мы с ним катались в Минусинск, там организовывали квартирники. Но где-то, может быть, раз 7 они прошли, и тоже как-то все Ну, вот сейчас прекратилось. исчез куда-то, я не знаю, где сейчас. Ну да. Ну, вообще как-то с авторами такой, ну, нехватка авторов. Как бы, вот Вот, я говорю, последние смена несколько лет. поколений происходит. Вот были, поколение сменилось, застой. Опять появились активные, опять идет лет 5, 6, 7. Потом опять застой. И вот так вот постоянно, как цепочка тянется. Это естественный процесс, поэтому Не очень сложно. переживайте. Ну, и, Илья, ты же много выступаешь по библиотекам, да, по разным организациям. Это, Там талантов это много дом литераторов, находится. называется «Книга в пути», по-моему, как-то. Нет? Библиомобиль. Что это? Мы ездим по библиотекам, выступаем, писатели там выступают, все. Нет. Это не «Книга в пути» Это называется. было родной язык душа народа, да, у вас проект? Ну, я не знаю, писатели-то ездили, Баграт ездили, Сапогловы ездили. Это было Очень. в каком году? В 2014 году писатели Хакасии детям. Да, В да, 19-м мы ездили. там. нет, это постоянно. Потом, по-моему, был перерыв какой-то, а потом опять начали ездить. В Арбаты То есть ездили это вот куда. Нет, в Ар- Писатели Хакасии детям, да, вот. писатели Это было, пару да, лет. да. В Арбаты То есть ездили, там в Шара был ездили, план про Потом этот, все как его? районы. в Дом Иваницкого туда ездили с литературным этим. Максим, ты спрашивал, сколько молодых находится? Да, встрече? вот как бы практический выход в плане того, что находятся молодые авторы, которые пишут и которые хотят ходить на лито. Вот. Ну, с каждой встречи один кто-то да найдется, но тоже не факт, что будет активным. Ну, вот приходила девочка у нас один раз, второй раз уже нету ее. Да, я еще, знаешь, вот какая проблема, вот мы тоже много лет как бы вот этим подобным промышляем, потому что мы проводили и неофициальные квартирники, и да, то есть и вот мы работали с молодыми авторами, то есть начиная там со школьной скамьи, да, со старшеклассниками. И вот такая-то проблема выяснилась, да, вот не столичных городов в том, что вот работаешь с автором 3 года, да, начинаешь в 9 классе, вот он оканчивает 11 класс, а потом хоба и в Москву поступает куда-нибудь в университет, и все. И он остается в итоге в Москве, и все 3 года, а при этом автор стабильно развивался и показывал рост, да, как бы он... Текучка кадров. Вот текучка кадров постоянно, вот с молодыми. Есть такое. Вот, да, и даже такое бывает со студентами, потому что студенты могут перевестись в другой вуз, да, либо после вуза, сейчас у нас еще двухуровневая система, в магистратуру поступить там тоже в другой регион. И вот еще такая проблема есть, и это вот тоже вот. То есть одно дело, когда человек один раз пришел на лито, второй раз не пришел, на самом деле к этому человеку вы еще не прикрепили, вы еще в него не вложились, то есть это не так, может, даже и обидно. А вот действительно, вот это такая небольшая заминка происходит, когда ты в человека вложился, да, а в итоге он переезжает в другой регион, в столицу, там куда-нибудь, в Москву, в Петербург, и вот у нас это такое уже не раз происходило. И вот на самом деле лито, оно примерно каждые 3 года там переходит все равно смена, наверное, чуть ли не половины состава. То есть это вполне нормальное явление. Так что, вот, если что, будьте к этому готовьтесь, это нормальная практика. Просто некоторые уезжают, конечно, поддерживают. Ну, кто-то поддерживает, да, Ну, кто-то как это нет. прошли, у нас Просто 80% состава. дело, что пока молодые пишут, а потом поступили куда-то, это все ушло куда-то. Главное сейчас пока костяк всё. есть, опять же, Поняли, что Женя смысл, какой тоже писать сейчас смысл? куда-нибудь Вот. не Как уедешь, молод, все стихи пишут, Магистратуру думают, уедешь. замуж вышли, меня химическое ушли, уже пока не в ушли, Хакасии. ушли. Начинается просто Да. жизнь. Не Да, меньше уедешь. Мужчины на работу устроились. Не да, работа это всё, да. самая сильная. Самый лучший вуз, какой смогу поступить. Правильно Юрий заметил у нас, потому что был, ну как есть, человек, тоже познакомились недавно, паренек молодой, тоже не из города приехал сюда, здесь просто учится, и поступать он планирует уже известно, что точно не в Абакане будет, чем дальше, тем лучше, как он говорит, и получается у него интересные стихотворения. Понятное дело, там он только-только начинает, и много, конечно, там и с рифмой, ритмом проблем, и с штампами, но уже
из той массы, которая там проходит через меня, допустим, можно сразу его отметить, что он пишет какие-то оригинально по-своему. Вот. Но, к сожалению, все он уже как бы это точно едет. Ну вот, кстати говоря, журнал, это, наверное, действительно молодежный журнал, это выход из ситуации. То есть вы, пока он к вам ходит, вы его напечатали, все, он уже у вас был. А не так, что вы работаете, человек уехал, связь не поддерживает, и вроде как его вообще никогда не существовало. А так он у вас уже на бумаге, вот он у вас есть. Он у вас был. Да, то есть как бы это формально, а плюс ко всему, что даже, например, как мы вот выходим из ситуации, то есть если автор поддерживает связь, либо даже уехал и не поддерживает связь, но ты его можешь найти в соцсетях. И ты пишешь, что он там, допустим, то есть у нас напечатаны авторы, там Иркутск, Москва, Иркутск, Санкт-Петербург. То есть указываешь 2 города, что он уже все равно как бы... Ну, потому что все равно, допустим, у человека остается прописка в Иркутске, а учится он, допустим, в Санкт-Петербурге. И вот и поэтому здесь даже юридически все нормально. Мы обосновываем, что вот, пожалуйста, и указываем просто 2 города, и все равно, то есть как бы это проходит именно по Иркутской области, то есть для Минкульта этот человек представляет именно Иркутск. То есть как бы это нормально, и то есть даже люди, которые уезжают, вот именно журнал, он еще помогает как-то все равно, вот, чтобы это все не рассасывалось, как-то вот скреплять вот этих людей, все равно поколения объединять. А какие, может быть, для ЛИТО мероприятия там на воздухе, чтобы, вот, допустим, у нас тоже есть несколько человек, которые, ну, прям не ходят, хотя пишут, и, в принципе, было бы интересно с ними. Просто на воздухе происходит, в принципе, то же самое, только в более неформальной обстановке. Там, допустим, вот Дом литераторов, он все равно, вот у нас вообще как было, то есть когда мы только начали, у нас до этого проводились квартирники, и там-то у нас было тоже очень порядком, сколько человек, наверное, 20-25, да, постоянного состава. А когда мы пришли именно в Дом литераторов, это официальное ЛИТО, это значит такой какой-то... молодежь почувствовала зажим, понимаете, то есть вот это официальщина, казенное помещение, оно давило, и, допустим, половина людей просто сразу отсеялась после первого заседания просто. Они сказали, нет, нам этого не надо, мы хотим, чтобы это все было проще как-то, да. И вот когда, допустим, встречи на природе, вот эти люди, которые от нас отошли, они все равно приходят на природе, и там происходит то же самое обсуждение, чтение по кругу, то есть формат работы одинаковый, абсолютно, но зато вот мы сидим на берегу, а вот у нас здесь ангара, там ветерок, тут, значит, уточки крякают, плавают, да, вот мы в тени под деревом там расстелили там одеяло, там все присели, то есть то же самое, формат тот же самый, то есть по сути то же самое обсуждение, каждый, кто читал, по кругу говорит там свои мысли, но это происходит более легко, обстановка не давит, люди более раскрепощенно себя чувствуют, то есть, а формат-то в принципе тот же самый. И даже вот работает сейчас 2 ЛИТО, да, и в Молчановке в областной библиотеке, в Доме литераторов, и все равно просят, а когда квартирник соберете? То есть все равно раз в полгода мы еще собираемся в виде квартирника, потому что это совсем другая тоже атмосфера. Причем еще Дом литераторов это строгое заведение, это там все привыкли его ассоциировать, то есть как бы с нашими такими, с нашим старшим поколением, и к нему неоднозначное отношение у очень многих людей, то есть даже я бы даже сказал какое-то негативное, кто-то просто не хочет идти на ЛИТО вот вследствие того, что вот какой-то вот, и допустим еще из 90-х годов там какой-то шлейф остался за Домом литераторов, они просто не хотят туда идти. Поэтому мы вот еще открыли в Молчановке библиотеке, за которой обстановка проще, этого шлейфа нет, да, то есть туда приходят другие люди. А на природу то вот туда вообще приходятся сразу все. То есть как бы проводишь на разных площадках, по сути говоря, одно и то же, а просто приходят разные люди. Потому что собрать всех вместе зачастую как-то не получается. Нам надо делать уже, получается, следующий шаг какой-то, потому что мы все поварились в обсуждениях. Ну, пусть там не всегда были критики сильные, но обсуждения прошли уже целый год. Теперь надо дальше. Раз в полгода надо что-то новое. Да. Нет, ну, допустим, есть формат, вот то, что как
когда я в прошлый раз ездил на Химки, вернее в том году, то есть там были тоже разные программы, и я пошел на секцию для руководителей литобъединений. И там проводила это Нина Александровна Негодинцева, эту школу, и там было домашнее задание, нужно было расписать годовой план по работе ЛИТО, именно по тематике лекции, которая будет читаться на ЛИТО. То есть ЛИТО это не только обсуждение, но это еще и обучающая программа, причем строго индивидуальная, то есть как бы что каждый руководитель вот что знает, вот в чем он силен, да, вот он может в принципе какой-то курс лекций прочитать, какие-то азы людям рассказать, да, то есть там хотя бы чем там Ян Папхарей, грубо говоря, отличается, да, какие там разные есть направления течения в литературе. Ну вот такой теоретический базис, чтобы тоже как бы звучал хотя бы в мини-лекциях. И вот я то есть расписал годовой курс, и нужно было там еще одну лекцию полностью принести, то есть на это задание. То есть вот формат можно если вы хотите что-то новое, чтобы было, да, вот такой еще читать теоретические лекции, да там буквально минут на 20 можно, да, если, то есть там если филологов нет, то на 20 минут материала можно набрать, даже и не филологу. Потому что, вот, допустим, когда мы открыли школу молодого литератора «Шмель» уже в Молчановке, то есть там я там уже лекции минут по 40, по часу уже читал, просто потому что как бы я все равно беру ту тему, которую мне интересно, во-первых, а во-вторых, то, в которой я разбираюсь. То есть если я чего-то не знаю, то зачем я буду по этой теме читать лекции? Жужжать. Да, жужжать. А вот и получилось так, что там уже формат лекции пошел в школе, то есть там читаешь лекцию, даешь домашнее задание, а молодежь приходит, они читают свои произведения, если у них там есть какое-то желание в таком скором режиме, там, да, вот быстренько обсудить. То есть вот там маленько другой формат. Поэтому если вы ищете новый формат, то, пожалуйста, вот хотя бы какой-то лекторий вы тоже можете открыть. То есть почему нет, то есть теория еще по литературе молодым авторам никогда не мешала. Это может быть какое-то еще освещение, допустим, каких, немножко новых имен в поэзии, в прозе, также из свежих журналов брать. Да, то есть не каждый еще там молодой автор будет там читать там эти журналы, да, то есть можно делать какие-то обзоры современных там не знаю, там книжных новинок, либо там каких-то авторов, да, поэтических, там, поэтов, прозаиков каких-то. Можно составлять списки рекомендованной литературы, да. Есть еще такой формат работы ЛИТО, как обсуждение книг, то есть, допустим, Максим Чиншулан в Хабаровске ведет ЛИТО, они там собираются и обсуждают вообще классическую литературу, то есть они там Акутагаву, там, не знаю, приходят, обсуждают, да, такого вот рода. ЛИТО это тоже, в принципе, интересный формат работы, то есть не обязательно только что вот мы пришли, давайте мы друг о друге сейчас поговорим, какие мы все прекрасные и талантливые, как мы все хорошо пишем. То есть нет, можно взять для примера классическое произведение, поговорить об этом произведении. Можно взять на обсуждение, допустим, устраивать кинопросмотры, посмотреть фильм, да, и устроить его обсуждение. То есть это тоже все идет, в принципе, как работа литобъединения. То есть и можно все эти виды работ чередовать. То есть вот если у вас уже понимаете то, что вы как бы год у вас прошел и требуется новый формат, то вот, по крайней мере, вот сейчас уже, наверное, там 3-4 вида деятельности вот уже прозвучало, то есть можете примерить, что вам удобнее, и почему бы нет, можно ведь чередовать все эти формы. Да, это полезная информация. Потом у нас, кстати говоря, с этого года мы начали проводить ЛИТО совместно с другими литературными объединениями студий области и города. То есть к нам, допустим, грубо говоря, там в январе пришло одно ЛИТО, и мы совместное ЛИТО провели, там в феврале второе, и в общем вот так. Это тоже интересно. То есть в библиотеке «Ровесник» у нас вот есть. Формат совместных заседаний, то есть это тоже как приток новой крови, и так тоже интересный формат. Можно рассмотреть вариант приглашения авторов, уже себя зарекомендовавших, с ними пообщаться, их презентация книг, потому что сталкиваешься, что многие на самом деле не знают наших местных авторов. А начинающие писатели, кто тоже есть проблема, вы затронули тему современной литературы, но многие не знают и классиков.
да, каких-то авторов, которые являются основоположниками, модераторами каких-то направлений, их просто не знают. Пишут по наитию, да, знают основные моменты, но это было бы интересно тоже обсудить, показать, и вот 1 на 1 с примером, что кто у нас публикуется, да, также Юрия Анатольевича позвать, что, да, вот у меня есть книги, вообще с чего я начинала, как я к этому пришел. Потому что есть категория людей, которые пишут где-то в стол, да, а потому что, что дальше делать? Как вот вообще себя презентовать, как выйти, куда двинуться? У кого-то есть, да, характерные свои вот эти вот амбиции. Почему бы не попробовать, я начну. А кому-то не хватает вот этой вот поддержки, этого толчка. Тоже можно рассмотреть. Может быть, это каким-то образом и обновить состав, дополнит кого-то. Да, то есть вот еще похожий формат, вот мы тоже проводили, это формат мастер-класс, когда мы звали на... Ну, сначала мы объявляли сбор рукописей, и все, ну, неважно, человек входит в наше литобедение, не входит, то есть, да, мы давали информацию, в интернете размещали, нам присылали заранее рукописи, это где-то, наверное, месяца за 2, а потом проводили мастер-класс от какого-либо из, допустим, членов Союза писателей России, то есть человек, который себя там уже зарекомендовал, у которого есть награды и премии, да, и тогда человек приходит, да, и, допустим, вот его обсуждают там не такие же, вот, допустим, вот, молодые, когда он может сказать там, ой, ну мало ли там, что вы там мне скажете, кто вы такие, да, а вот когда перед ним там признанный мастер слова и говорит ему критику, да, то есть как бы там уже маленько другое отношение, то есть такой формат иногда, то есть мы тоже проводим. Поработать над материалом, чтобы да, но, человек. да, то есть ну, здесь нужно сначала и с таким человеком, во-первых, договориться, чтобы он уделил свое время, внимание, потратил какие-то свои там, и все равно это... Ну, как вот у нас, в принципе, редакторская работа, да, то, что многие в Дом литераторов точно так же, взаимная работа, направляют свои тексты, свои стихи. Вы же все равно работаете, да, изучаете какие-то рецензии, делаете. Отзывы. Можно это вот тоже вывести на... Просто надо опытом работы, вот со Стрежней поговорить. Полина Кандаурова, она очень много знает о литосфере. Вот это все, что сейчас перечислили, все багульники делалось, все в литосфере. И мастер-классы писатели проводили, и встречи с преподавателями ХГУ были. Там Киселев, потом вот это Татьяна Юрьевна приходила постоянно. Встречи с писателями были. Тогда Кноблах приглашали, Ахпашеву приглашали, Катаеву приглашали. Тесное сотрудничество с журналом тогда «Абакан литературную» Ашпарину приглашали. Она говорила, какие требования для публикации в журнале тоже были. Вот эти все посиделки в зоне отдыха были, песни у костра, там, чтение стихотворений. Да, вот еще такой... Полина Кандаурова много знает этих там. Ну, она не всегда может. Нет, ну пускай расскажет, опытом поделится хотя бы. С чего начать, все это начиналось. Выбрать, с кем пообщаться, кто уже идет на контакт, да, кто готов это поддержать и развить. Потому что это всегда все равно будет актуально. Каждое поколение, да, как вот Юрий Анатольевич тоже сегодня сказал, периодами же. И это забывается, либо некому научить передать потом этот опыт. Сейчас вот начнет новый период и... Все заново. Да. Вот еще по поводу форматов, да. Всегда же работает, грубо говоря, метод кнута и пряника, да. То есть молодым авторам нужно не только вот хочется прийти и получить какую-то критику, да, на себя. То есть иногда им хочется и просто самовыразиться, да. И вот у нас вот еще какой, мы его как-то как отдельный формат, честно говоря, никогда не заявляли такое, но у нас сложилась традиция, что, допустим, нас приглашают куда-либо выступить. Допустим, вот у нас театральная ночь, нас приглашают в театр юного зрителя, актеры ТЮЗа ставят небольшой спектакль по биографии Цветаевой, туда приглашены школьники как зрители, и во время и после спектакля еще отведено примерно минут 30 на именно литературную составляющую, в том плане, что молодые иркутские авторы читают свои стихи. И то есть, допустим, театр, когда думает, а где нам взять этих молодых авторов, они, понятно, дело, обращаются в Дом литераторов, ну это логично, а где они их еще должны брать. И понятно, что, а там уже
сидим мы, и мы уже ждем, когда к нам обратятся, да, и мы своих молодых авторов направляем в этот день, в этот ТЮЗ, и они там уже участвуют в концертной программе, то есть, да, то есть вот для них, для авторов уже выход на сцену, да, то есть это все равно какие-то там положительные эмоции, это уже какое-то признание, то есть они даже не члены Союза писателей, но тем не менее, вот уже у них есть возможность принять участие в каких-то там городских мероприятиях. Вот Ну и и традиционно принимаю там, допустим, да, то есть там ночь в музее, то есть, да, то есть всегда мы направляем каких-то авторов. А эти мероприятия, они платные или бесплатные? Вот. Нет, ну, Бесплатные, бесплатно, конечно, то есть просто приходят люди, выступают. К части формата читок и взаимодействия, тот же самый драматический театр. Они, по крайней мере, в прошлом году несколько раз делали подобные вечера. Какие-то проходят на возмездной основе, какие-то безвозмездные. Современные драматурги просто, получается, они сидят, зачитывают по ролям, потом идет обсуждение, аналогично можно и наших молодых авторов, да, после, что вот это было, там, иркутский, допустим, автор, да, новосибирский мы послушали, а сейчас есть у нас местные, да, вот какой-нибудь отрывок, либо пара-тройка стихотворений. Также можно и объединение, и взаимодействие. И новая уже клиентура, так назовем, новый зритель. Потому что, опять же, с писательством одни почитатели, в театре другие, но это же все равно сфера взаимодействия. Да. Либо, может, какие-то концертные мероприятия, те же самые музейные литературные ночи, у нас есть ночи искусств. И, по-моему, в 19-м году, да, у нас подобное было. В музее, да, ты выступал? Да, в этом году на Ночи музеев Да. я представлял Совет молодых литераторов ККС. И вот 18-19 год тоже планировалось, предполагались читки, по-моему, отдельные тематики были. У них там был какой-то конкурс в голос или что-то такое. Но это совсем другое. Это какая-то организация все это проводит. Я просто вспоминаю, по-моему, 19 год, это был тоже литературная ночь или ночь музея делалась, и у вас была отдельная площадка, тоже по чтецам. По-моему, возле драмтеатра. Там же площадь это была была закрыта. литературная ночь, большое мероприятие, да, это Ну, были, что тоже вот да, и были определенные чтецы, и секторы. Это были года два назад или различные. 3 года. 19 Нет, это в 19-м году 19 было. год. 2 года назад. Ну что, я предлагаю перерыв. Перерыв. Обед уже ждет нас, оказывается. А ну всё. Давайте Остывает. Перерыв, руки руки помыть. моем и пойдем. Потом продолжим. В принципе, вещи же здесь можно оставить. Все, можно начинать. Да, всем здравствуйте еще раз. Меня зовут Карим Тумжеков, моя фамилия. Вот, я отсюда, из Абакана, ну как бы отсюда, из Абакана. Вот, продолжая наш разговор, нашу тему, сразу извиняюсь, если там буду умничать там и так далее, но правда, какие-то вещи хочется сказать, и я считаю, что я имею право на то, чтобы сказать, чтобы они были озвучены. Вот, вкратце о себе. Я учился, ну, в смысле, родился здесь, учился здесь. Первые пробы литературы у меня были еще во 2-3 классе. Серьезные были в классе 11, когда, получается, наш наставник по КВН предложил там снять сериал, получается, мы там все этим загорелись, написали короткий сериал, получается, попробовали снять, но в итоге у нас ничего, конечно, не получилось, мы просто стали готовиться к экзаменам. Вот. А дальше я уже поступил на журфак в Томске, в Томском государственном университете, учился на заочном, проучился 8 лет, потому что уже как бы там, больше работал, нежели вот занимался учебой, вот, на чем на самом деле пожалел. Но потом в дальнейшем, вот, собственно, меня опять вернуло все вот на круги своя, потому что на 2-м курсе, когда я работал на ГТРК Хакасия, на телевидении, получилось так, что там было очень много разговоров, там была очень живая кухня среди журналистов, вот, и там каждый всегда приезжал с какой-то историей. Вот, и мне однажды я так услышал краем уха историю о том, что вот где-то кто-то когда-то услышал вот с одного репортажа, что вот хакасы произошли от лошадей. Вот, и мне эта история почему-то мой юный ум зацепила, вот, мне стало дико интересно, почему же это так, и насколько это правда вообще, и я поспрашивал сначала там среди своих родных, близких, потом родственников, получается, там говорили разные версии, вот, и по итогу вот у меня там потихоньку в голове начала рождаться история. Это вот, собственно, было начало того вот романа, того
той долгой эпопеи, благодаря которой я потом попал в Дом литераторов к Юрию Анатольевичу Черчинскому, получается. Вот, и там в дальнейшем, вот, который сейчас и по сей день, скажем так, заканчивается. Я искренне надеюсь уже. Да, вот, собственно, после того, как я, собственно, пробовал что-то писать, пробовал первые наметки, участвовал здесь в лагерях вместе с Ильей, в самых первых, получилось так, что меня это не устроило, как бы имеется в виду, что мне хотелось, я человек конкретно, мне хотелось какой-то структурности. Конкретно вот я все понимал, что у меня разваливается сюжет, потому что именно не хватает структуры. То есть, как правило, там, когда вот в лагере мы разбирали работу других, то есть у всех была какая-то четкая структура, у всех было какое-то хорошее, возможно, небольшое, но очень хорошее повествование. Там были, возможно, какие-то проблемы с образами, проблемы с интерпретацией, с языком. А у меня почему-то вот я считал, что не хватает именно вот какой-то сюжетности, построения сюжета. Вот. И поэтому я вот решил отправиться, поступил в Петербург, решил отправиться вот учиться специально у мастера на, как вот уже сегодня упоминалось, можно поступить на бакалавриат, а можно поступить, взять второе высшее, на магистратуру, получается. Вот. Поэтому я учился в Институте кино и телевидения в Петербурге. Вот. После этого мне, конечно, много кто говорил, типа, Карим, ты глупый, ты дебил, почему типа, вот все закончили, там, учились, и все как бы остались в Петербурге и Москве, почему ты вернулся сюда? Вот. Я бы хотел пояснить, что для меня это вот принципиально важный был вопрос, потому что именно вот как вопрос не столько выбора профессии, сколько, наверное, не то чтобы призвание, это тоже слишком громко звучит, я предпочитаю какие-то более скромные термины. Мне просто хочется завершить историю, мне просто хочется рассказать вот тот, наверное, опыт, который я пережил в первую очередь, но не посредством какого-то самобиографического высказывания, а именно непосредственно в литературной, метафорической форме. Поэтому я вот пишу роман в жанре фэнтези на основе хакасской мифологии. Вот, об этом уже вот периодически Сергей Том тоже упоминал, и Валентина. Вот, я вкратце хотел просто рассказать, что уже иркутские наши коллеги упоминали частично о том, что мы сейчас живем в такую эпоху, это называется эпоха постмодерна, когда все смыслы уже, то есть все за нас уже придумано, и все смыслы мы можем коррелировать, собирать из них заново новые конструкты, создавая нечто новое и по смыслу, и по форме. И это довольно-таки, на самом деле, интересное время по одной простой причине, что даже, то есть мы можем вернуть, с точки зрения Хакасии, не столько какие-то утраченные традиции, скажем так, или их воспроизвести, когда они были, лет 100-200 назад, но и помимо этого мы можем живым творческим умом попробовать, скажем так, воспроизвести культуру малого народа или малых народов, если хотите. Самый простой пример, который мы этим можем показать, даже не является не столько наших культур, сколько какие-то, скажем так, фильмы или книги, допустим, американские, либо английские. То есть, допустим, «Черная пантера», например, это прямое доказательство того, что культура малого народа, то есть, имеется в виду даже целой расы, получается, Африки, она может интерпретироваться, показываться в фильме именно с точки зрения не отставающей, потому что все мы знаем, что Африка — это третий мир, а именно доминирующий, потому что у них там развиты технологии, и как будто бы такая история, что у них развиты технологии, и при этом еще они чтут свои традиции и соблюдают обычаи. И мне кажется, с этой точки зрения это, конечно, необычайно красиво, потому что таким образом мы показываем не только, что мы сохраняем свои традиции, но еще мы примножаем благодаря тому, что мы переосмыслим в современном мире их. Вот. И еще я хотел добавить о том, что я, опять же, без каких-то таких очень явных, скажем так, не намерений получается, а так получилось просто, что я, находясь в Хакасии, априори являюсь единственным профессиональным кинодраматургом. Вот. И хочу сказать, что и у меня прадед тоже был первым профессиональным театральным режиссером, это Тугжеков Александр Васильевич. Вот. И, собственно, если
советую просто всем изучать свою родословную по одной простой причине. Вот здесь есть, кстати говоря, где-то вот небольшой баннер, где вот есть 7 поколений. Да, что это вот, ну, необычайно полезно, потому что знать свои корни, знать, кто ты и откуда ты, это, ну, крайне важно. То есть как для тебя, так и для твоих будущих поколений. То есть для твоих детей, внуков, правнуков, ну и так далее. Вот. И пользуясь моментом, на самом деле, я хотел еще вас всех, ну не вас всех, получается, но вряд ли так получится, но вдруг, если интересно будет, там, вот вы говорили, Валентина, что у вас есть группа от 12 до 18 лет, кто проводит конкурсы, ну, для кого проводятся литературные конкурсы. Вот с сентября этого года на базе школы Кванториум, где находится новый музей, получается, там открывается киношкола, собственно, в которой, ну, как бы, я буду преподавать, вот. Собственно, там будет основа эстетики, основа киноискусства, будет драматургия, будет кинодраматургия, то есть, ну, это вот такой общий массив для ребят от 12 до 18 лет. Я не знаю, возможно, будет еще дополнительная группа и старше, вот, но просто, если что, я вот вам всем сообщаю и приглашаю, если вдруг кому-то интересно будет узнать, или кто еще будет здесь в Абакане в это время, в сентябре, в середине сентября, то, пожалуйста, приходите, вот, лекции будут совершенно бесплатные. Там 2 академических часа в неделю, вот, то есть можно будет узнать все азы максимально о кино, но говоря о кино, я говорю о том, что это значит, что можно узнать также азы и о литературе, об искусстве, о понятии эстетика, о структуре фильма, если кому-то это интересно, о структуре истории, в принципе, потому что в первую очередь, как бы, скажем так, какое бы искусство мы ни выбрали, поэзию, драматургию, прозу, то есть, в принципе, литературу, в принципе, кинематограф, либо там театр, в любом случае, как бы, ключевой, как мне кажется, составляющей это есть история. История принимает разные формы, она может существовать в разных искусствах, но умение ее рассказывать и умение послушать хорошую историю, как мне кажется, это наиболее сильное и интересное свойство людей, которое, наверное, пронеслось сквозь тысячи лет существования человечества. Вот, собственно, спасибо. Понятно, доступно. Хорошо. Ну, если вопрос нет, то отдаю слово. Хорошо, спасибо. Маленько продолжим, поговорим еще по поводу Совета молодых литераторов Республики Хакасия. Думаю, маленько Илья мне поможет. Ну, сначала сказать бы хотел, что первое все-таки наше заседание проходило не в таком маленьком составе, нас было человек 15 тогда. Это было лето прошлого года, август. Я вызвался на первый разбор. Это было очень весело. На второй разбор уже пришло раза в 3 меньше человек. Но я все-таки пришел. Это хорошо. Прошли мы разные времена. Состав наш изменился кардинально. Если из людей брать, кто был в самом начале, кто остался, это, наверное, 3, может быть, 4 человека. Буквально. А так мы приглашали людей тоже, кого могли. Но по разным причинам люди уходили. И сейчас бы я хотел как раз бы поговорить по поводу проблем, с которыми мы столкнулись при организации ЛИТО и при поддержании постоянного состава. Первая проблема, которую я вычленил, это проблема «пришли-ушли». У людей были какие-то ожидания. Мы их приглашали, и лично мой опыт. Я приглашал, я не гарантировал ничего. Я приглашал, допустим, послушать, поучаствовать, возможно, быть разобранными. Но люди приходили один раз, слушали, а после самого мероприятия, к сожалению, они не могли сформулировать, что было не так. Что они хотели, тоже было непонятно. Какие-то были разочарования. Может быть, Илья, у тебя будет мнение на этот счет? Не зацепило. Мне кажется, потому что, может быть, да, я не знаю, какой это был именно такой сбор. Может, как раз тогда совпало то, что у нас была слабая критика, и, может быть, люди посчитали это немного скучным заседанием. Может быть, просто люди были не заинтересованы. Здесь секрет очень простой. Рыбалкой занимаемся? Рыбачим? Нет. Вот это вторую уходит. Надо такую наживочку найти, чтобы забросить, чтобы как рыбка раз на крючок поймалась. Тогда не уйдут.
Хорошо. Чем-то заинтересовать надо. А чем вот надо на каждого посмотреть и по каждому понять, а что его интересует лично его. И вот лично ему крючочек забросить, чтобы он на второе, на третье заседание пришел. А там уж клюнет, не клюнет, там уже. Вопрос еще не в количестве, а в качестве. Кого вы там хотите видеть? Вот определи, да, цель, что вам какая категория людей, какая категория поэтов, писателей, молодых авторов, вам там необходимо, кого вы хотите привлекать и помогать развиваться, да, одна же из целей как раз, чтобы двигаться дальше. Вот кого вы там хотите, и да, дальше уже соответствующую наживку забраться. Это сильно сложно, кого вы хотите. Кто пришел, Хотя бы кто пришел, надо. Опять же, нет, просто если... А так, если такие примеры подходить, они на второй день разбегутся. Никто не говорит о том, что вот да, именно, вот мы решили, нам надо вот с таким-то знанием, с таким-то опытом, а там такими-то качествами обладающие. Нет, что пришел, ушел, да, вот нет этой цели, они так и будут уходить. И ребята будут, ну тоже, да, это определенное переживание. Как ожидание есть у тех, кто приходит, такое ожидание есть у тех, кто этим занимается. Просто они должны прийти голодные, если их сразу накормите, они уйдут. А пускай ждут, когда их накормят. Мы сразу придем к следующему. А вы сразу выложите все, конечно, что интересно будет. Дополню еще то, что у Белозерова, ну тоже наш чуть более старший товарищ, у него более негативная точка зрения на наши сборы. Он считает, что говорит, скоро у вас все меньше и меньше будет, и никто не будет в концовке ходить. А Бимаев более позитивно смотрит, говорит, что это обычное дело, текучка, то есть всегда будет кто-то приходить, кто-то уходить. То есть у нас, в принципе, пока не наблюдается того, что сильно какой-то отток людей. Нет, на самом деле, да, вот тоже по своему опыту, 1/3 участников ЛИТО – это вот как раз люди, которые приходят и уходят. Они могут прийти 1 раз, могут прийти 3 раза, да. Ну, и это нормально. Вот 1/3 это вот точно, это может даже чуть больше. То есть это которые не постоянные члены. Здесь главное, что у вас вот сейчас, как ты уже сказал, сформирован какой-то постоянный, да, костяк. Есть, да. То есть команда есть, да. Для того, чтобы развивать эту команду, чтобы там появлялись новые люди, которые бы входили в команду, вот и люди, которые приходят и уходят, если они попадают в команду, они остаются. Но в команде, когда мы вот организовали тоже официальное ЛИТО, мы там распределили обязанности, грубо говоря, ты будешь заниматься тем-то, ты тем-то, ты тем-то, и ничего не получилось. Потому что когда идет механическое назначение, человек его воспринимает несколько негативно, он абстрагируется. У нас не получилось сложить вот эту работу. Но когда стали формировать вот уже журнал как проект, люди сами заинтересовались, предложили свою помощь. Вот как Максим рассказывал, там, да, один человек может быть дизайнером, да, верстальщиком, другой может поставлять авторов, да, допустим, по своим городам, да, то есть у нас, грубо говоря, есть, так скажем, в кавычках, агенты в разных городах Иркутской области, которые подбирают авторов для нашего журнала, да, то есть они тоже, получается, в команде. Там есть корректор, да, который тоже сидит на вычетке. И вот так вот каждый... Технический работник, который... Нет, это журнал. Здесь да, но при этом, допустим, это один из проектов, да, вот журнал. Допустим, у вас тоже ведь есть страница в социальных сетях. Конечно. То есть у вас есть какой-нибудь отдельный быть человек, который бы сам вызвался вестись, ну, именно не руководитель, да, а то есть именно конкретный человек, кто бы мог создавать контент. То есть одно дело размещать объявление о том, что, ребята, мы встречаемся такого-то числа, будем обсуждать такую-то рукопись. Это там и я делаю, там как руководитель, да, выкладываю там рукописи, всех предупреждаю. Да, то есть там фотоотчеты это нужно делать, там кто-нибудь фотографирует, но, допустим, вот у нас появился человек, который, ей самой захотелось развить свое портфолио, Елена Жданова, она стала выкладывать какие-то дополнительные материалы, то есть завела некоторые, в нашем паблике завела рубрики, то есть там, допустим, какие-то, она там придумала крылатые латинские выражения, то есть вот такой познавательный контент. Она там она выкладывает иркутских авторов,
допустим, к юбилеям произведения наших классиков. У нее там специально создают, она села там, допустим, 3 часа, и за 3 часа создала, допустим, около 10 публикаций, которые там, знаете, что можно их там выкладывать в разное время, да? Она вот 3 часа посидела, на месяц заполнила сетку вещания, грубо говоря. И там через день там могут появляться какие-то произведения наших молодых авторов, которые напечатаны в каких-либо изданиях. То есть не обязательно в журнале «Азарт», то есть, допустим, день напечатали, да, и он там выходит в определенной последовательности эти произведения. Там стихи, там, допустим, небольшие рассказы. А также она там публикует критические статьи, не только об иркутских авторов, а вообще, то есть как бы такую критику, которая может быть познавательна в качестве учебного контента. То есть это отдельный проект, совершенно не связанный с журналом, то есть ведение социальной страницы. И таким образом контентом занимается совершенно отдельный человек, который сама этим вызвалась, и тем самым она просто не знала, чем ей заняться в команде, она сама себе придумала фронт работы и этим занимается. И то есть, ну как бы, поэтому я говорю, что нужно как-то, чтобы люди, может быть, даже и сами вызывались, да, и предлагали свои проекты, вот, потому что когда люди не знают, чем они хотят заниматься, тогда действительно просто будут уходить. А вот если им есть что предложить, тут главное действительно узнать, а что человек сам хочет делать и что он может делать. И тогда процент уходящих будет меньше. Ну, это по работе в команде, а так предварительно можно типа рекламы что-то сделать, да. Я, допустим, ну, довольно-таки далека от этой сферы, и я не знала, что у нас есть такое образование, такая организация, и даже где-то в соцсетях, ну, может быть, где-то краем уха слышала, да, я понимаю, что таких людей, как я, очень много. На своих страницах, на каких-то общих страницах, что да, есть такая организация, мы занимаемся тем-то, тем-то, и мы рады будем вас видеть. Начать с этого можно, соответственно, круг расширится, да, и больше шансов, что кто-то придет и именно останутся, заинтересуются этим. Ну, мы старались это проводить. Например, меня приглашали на телевидение, на культурный код по зиме. Целый час шла программа, где я рассказывал о своем основном пути, но в то же время 10 минут уделил совету молодых литераторов. В моей публикации в газете «Абакан», в журнале, вернее, «Абакан», там также упоминается совет молодых литераторов. В университетской газете специально, чтобы студентов привлечь, была отдельная заметка по поводу совета молодых литераторов. Потом, ну, среди знакомых, я думаю, практически все у нас, кто основа, костяк, они все равно все как-то рассказывали, пытались привлечь людей, которые хотят писать, которые в этом хоть как-то заинтересованы. Но с другой стороны, человека, который бы мог сейчас у нас вести на такой основе социальные сети, нет. Потому что для этого нужны все-таки определенные знания, ну, желательно определенные знания, так как заниматься полной репродукцией тоже не всегда может быть качественно и хорошо. Ну, просто реклама, кстати говоря, тоже она здесь не совсем такой уж. Вы понимаете, допустим, когда даешь объявление о том, что у нас такого-то числа, допустим, будет встреча в Молчановке, я смотрю, у нас 900 просмотров, 150 лайков из них. Приходит, допустим, 4 человека. 900 человек просмотрело рекламу. То есть, как бы, и поэтому здесь вот эта реклама, она далеко не всегда и так эффективно работает. Реклама это же не в том плане, да, что как продажа товара, а это как сообщение. Реклама именно как сообщение о наличии вот этой организации, да, как уже было сказано, что была начата эта работа. Ну, это точно так же, как пришел, ушел, также посмотрел, это не означает, что он придет, но он посмотрел, он знает, что это есть, что есть такая организация. Это не обязательно говорить только что у нас тогда-то состоится встреча. Все, вот мы вас ждем, мы будем делать то-то, то-то. Вводные какие-то, мы занимаемся тем-то, прошло то-то. И не обязательно, что это будет отдельная страница, да, так как пока нет человека. Просто параллельно каким-то образом распространять информацию. Возможно, просто четче или как-то ярче цели вашей встречи прописать, допустим, вот, ну, я приду на эту встречу, да, что я оттуда получу для себя полезного, что для меня будет результатом, да, то есть результатом вашей встречи что будет, ну, то есть, что я полезного оттуда для себя получу. Если меня результат заинтересует, да, что вот, ну, мне нужно, вот это вот нужно, я приду туда обязательно, чтобы получить этот результат. А, кстати говоря, у вас, вы только одного человека обсуждаете, либо еще по кругу там по стихотворению читаете? Мы одного обычно. Одна встреча, То один есть, человек. Вот, на самом деле еще вот те, кто приходят, особенно и уходят, то есть многим все-таки люди творческие, хочется, значит, показать еще себя. То есть там есть, у нас, допустим, несколько человек, они пришли, обсудились,
И больше вы их тоже не увидите. Это один момент. А другой момент, даже те, кто ходит на обсуждение, им все равно хочется прочитать какой-нибудь кусочек своего нового произведения. То есть вот этот момент, что там начинать ли то, либо не каждый раз это делать. Либо заканчивать, допустим, То есть таким Не чтением по заострять кругу. внимание на одном человеке, а во время заседания несколько человек рассмотреть несколько да, направлений. Да. Да. То есть У нас обсудить одного. Разнообразие. А еще 10-20 минут выделить на то, чтобы все по кругу, кто хочет, почитали по одному стихотворению, например. Да, и там Это по уже каждому личное- можно сказать 1-2-3 слова там буквально уже. То есть это уже будет, во-первых, знакомство с творчеством друг друга, а во-вторых, это просто человек не пришел, посидел, ушел. А он прочитает это одно свое стихотворение, пусть плохое. Пусть там у вас уши, да, завянут от этих строчек. Но он получит удовольствие, он придет на следующий раз на самом деле. То есть это вот один из таких... Но все равно, то есть текучка до 1/3 это нормально. То есть как бы здесь паниковать не стоит. У нас тоже проблема была такая, но она вот уже связана с тем, что мы говорили. Люди, когда обращаются, ну мы в частности мы пытались понять, чем мы именно должны привлечь. Было такое время, когда мы говорили, приглашали именно на разбор. То есть приходите, мы вас разберем. А потом началась ситуация, что все равно людей стало больше. Соответственно, уже выстроилась определенная очередь, 3-4 человека. Приглашаешь человека, он говорит, вы мне готовы разобрать? Мы объясняем, что есть определенный порядок, очередь, мы не можем сразу вас разобрать. Человек сразу говорит, что я не приду. То есть ему неинтересно прийти, чтобы что-то обсудить, высказать свое мнение, подумать, разобрать это. Ему интересно только, чтобы он пришел, его разобрали, ну и, соответственно, видимо, он хочет сразу уйти. Получил определенный опыт и пошел. Да, да. Одноразовая акция. Такие тоже есть. Есть так. Так устроены люди, что поделать. То есть Своя рубашка ближе к телу. иногда лучше, чтобы было меньше, так скажем, число участников, но зато все свои. Качественнее. И качественный уровень текстов, и более ценные авторы. Так, чем будет 20 человек, из которых хорошо пишут несколько все равно, да? То есть пусть лучше будет в 2 раза, пусть лучше будет 5, 6, 7 человек, но зато они все ценные авторы. Для этого нужно поднимать и свой уровень знаний, и культурный уровень понимания литературы. Как, например, у нас этой зимой приезжали к нам гости из «День и ночь», из «Сибирских огней». В частности, на встрече «День и ночь» мы как раз говорили про то, что нужно повышать этот уровень знаний. Но тогда нам нужно организовывать какие-то лекции, причем чтобы для нас эти лекции проходили, чтобы мы уже могли как-то понимать, как критиковать других людей тоже. Мы же должны дать критику, но с другой стороны, лишь немногие из нас хоть как-то могут эту критику дать. Естественно, если мы не можем ее сами дать, то и люди приходят, смотрят, вроде бы автор, вроде бы что-то пишут, а прокритиковать нас как-то более-менее конструктивно не могут. Тогда это нужно подумать еще. И еще, например, когда действительно уже в очереди стоит один автор, да, то есть уже планируем обсудить одного, и вдруг изъявляет желание кто-то второй еще обсудить, то есть мы иногда сразу двоих обсуждаем, особой проблемы в этом нет. То есть нам дают помещение, у нас там мы можем сидеть хоть 3, хоть 4 часа. За 3-4 часа можно 2 человека обсудить. То есть вы вычитываете, несмотря на то, что вам дают огромные тексты за короткий срок, вы сидите до упора, вычитываете и потом Просто насколько огромный. То есть если у нас был случай, когда принесли роман, там вот буквально 300 страниц, при этом как бы я сказал, мы просто не успеем вычитать, и как бы я прочитал первую страницу и понял, что смысла-то нет все вычитывать, там по одной странице все понятно. То есть автор не знает, как 2 слова рядышком поставить, смысл-то этот текст вычитывать. Ну я прочитал там первые 2 главы, ну и все, хватит, я по ним проехался, человеку рассказал, что ему нужно подправить, он подправил, отправил, заплатил деньги, мы этот роман издали, ну все замечательно, человек доволен. То есть, как бы, если все сводить к обсуждению, люди разбегутся. Не всем нужна критика, как уже сегодня Надо тоже говорили, разнопланово некоторые хотят ставить. просто Разнопланово. высказаться, Здесь чтобы их обсуждение, увидели, здесь чтобы их встреча, здесь услышали. мастер-класс, здесь Просто еще те же что-то самые такое. читки. Расширение формата. Нет, если постоянно днем заниматься, люди разбегутся. Ну да, мы сконцентрировались и начали пытаться критиковать. Да, вот это целый год критиковали. так нельзя Так, делать, так что под разбегутся. конец снова пришлось меня ставить, меня уже добили и все, успокоились, разошлись. Менять
Авторы Надо научились. просто психологию людей учитывать, и все. То, что им интересно. Видишь, что читки вот эти надоели, смени тему быстренько. Я потом расскажу, как вы занимались. Если туда меня. Ну, тем более есть же Индивидуально, старшие да. товарищи, то есть почему Я не опытом обращаться? поделюсь. У кого можно, на самом деле. У нас тоже вот через это все прошли, разбегались, и все пока не поняли, как это надо делать. Понятно? Или можно предложить, например, после очередного лито, а чем будем заниматься дальше? Предлагайте, что мы будем Заседание, делать да, в рассмотреть следующий раз. тематику. Сами предлагайте, да, как мы будем в следующий раз заседать. То есть мы так попробуем. Главное заинтересовать. Если заинтересованы будут, и ходить будут. И все. Вы молодые, да, в вашей команде только молодые, с молодыми работали, да? Так, приглашали молодых. А вот для привлечения тоже можно какого-то писателя известного можно пригласить. Просто, чтобы он какие-то советы давал ему в его месте. Вот. Юрий Анатольевич, готовьтесь. Нет, да, мы так и делали, приглашали постоянно. С этого начинали. Наталья да. Марковна Нельзя наша занятия была, постоянно. как раз тебя разбирали. Наталья Марковна. Все лучше на 4 части разделить. Одно, потом второе, потом встреча идет, потом какой-то мастер-класс, потом еще что-нибудь. И самое интересное, они, кто ходит, они даже не знают, что на следующем занятии будет интересно. И они ждут его с интересом, что не знают, как детектив, что там дальше будет, кого там встреча с кем. И приходят. Тоже хотел рассказать, что вот пока вот в Петербурге учился, там тоже пару рассказов написал, и там у нас так получилось, что в 18 году тоже образовалось ЛИТО, там при студенческой получается, вот там был у них, может знаете, Роман Геннадьевич Круглов, Да, знаю. в СПР, получается, в Петербургском. Я Знаю. что я тоже, наверное, видимо, мог быть с вами вот тогда в 2019 вот, в феврале в Химках, получается, но я не поехал принципиально, как раз потому что, говорю, я занимался романом, получается, он мне предлагал тоже вступить в СПР, но я сказал, что я вот, не вступлю, пока не закончу вот свое дело, вот, а с тем рассказом получилось так, что вот он там выделялся ярко вот на фоне всего остального, и почему там, да, он меня туда тоже просто продвинул, потому что там пару призов просто собрал, но я даже не об этом хотел рассказать, а о том, что там получилось так, что он пригласил ребят, которые интересовались всем этим, получается, хотели заниматься, и, допустим, вот пригласил, допустим, там были аниматоры, допустим, художников, которые тоже искали, чтобы нарисовать, и в контексте вместе, то есть они договорились там, что вот ребята приходят, слушают, как разбирают тексты, получается, литераторов, а художники, в свою очередь, пока тихонечко в стороночке слушают и рисуют какие-то образы, которые им приходят в голову, и таким образом они делают, в том числе, иллюстрации будущей книжки. Но, правда, единственный момент очень важный, что у них там, допустим, у них там был очень четкий план, что, допустим, за 9 месяцев, там, несколько занятий мы должны, там, вот, допустим, там, написать столько-то стихотворений, там, каждый должен был, и, соответственно, написать такой, там, короткий рассказ, получается, чтобы мы могли просто выпустить эту книжку, и вот там маленькая книжка вышла, вот, и по итогу, вот, она потом лежала тоже во всех лофтах, во всех там вузах, во всех, как называют, корпусах вуза, получается, что каждый мог прийти просто и прочитать. Хотя на самом деле там книжка, это вот А4 свернутая, там даже без обложки, без ничего, называлась, по-моему, «Обратная точка», получается, черно-белая, то есть там максимально да, по-студенчески сделанная, получается. Вот, но эффект потом был, все просто были как-то вот, даже этим малым, но довольны очень сильно. Потому что есть результат. От всей этой работы появился результат. Не просто обсудили, не просто поговорили, встретились, а именно вот он, его можно потрогать, пощупать, еще раз почитать, посмотреть. Пусть да, он вот в таком экономичном формате сделанный, но он есть. И еще есть, наверное, такой момент, что вот автор, да, молодой, вот он пишет в стол, да, а потом он сам дозревает, когда уже ему надо кому-то это показать. И вот если его поймать на стадии, когда он пишет в стол, то ты его хоть, по-моему, заутаскиваешься. То есть он один раз придет, он потом больше не придет. И не потому, что что-то вы делаете неправильно, да? А просто он еще не готов к этому сам. А когда он сам до этого дозреет, не зная, что есть Совет молодых литераторов, он сам вас найдет. Это называется.
не звучит как угроза, он сам вас Нет, 1 из 10 так сделает. 1 из 10. Остальные зачахнут и все, и никуда не пойдут. 1 из 10 еще скажет, а вы зачем мне нужны, если я уже вырос? И сразу пойдет я буду в Москву подаваться. Поэтому будем думать над развитием Совета молодых литераторов. Пишите план годовой. Ой, не надо планировать так сильно. Это уж канцеляризм вставляет цель, чтобы получать результаты. Уже канцеляризм. Уже готовый результат, на что вы нацеливаетесь конкретно, что в результате хотите получить. Начать хотя бы с этого года, да, в сентябре у вас сейчас начало сезона и до декабря. Вот, и, ну, грубо говоря, подведение итогов 2021 года. Вот что вы за это время, прям по датам, да, встречи 2 раза в месяц, что обсудить, что рассмотреть, хотя бы просто набросать для начала. А там по ходу, после 1-2 заседания, уже может быть доработка, уже корректировка. Там уже вникаешь, понимаешь, как уже с азартом, если тем более это заинтересует. С азартом. У нас теперь у самих стойко на это слово, когда его только нигде не встречаем. А вы, кстати, друг друга литовцами называете? Раньше называли, теперь мы западцы. Тоже там, когда литовцы, тоже был прикол, что типа литовцы собираемся. У нас причем до этого называлось неформальное объединение неолит, то есть мы так, литература каменного века. Золотой был серебряный, был теперь каменный. Тогда мы литовцы, да. И, ну, в принципе, про СМЛ, наверное, все. Я только еще хотел обратиться к теме, когда мы говорили про постмодерн. Я просто хотел высказать, больше свою позицию, наверное. То, что постмодерн как таковой появился в начале 90-х годов. Но если брать Европу, то даже в 80-х годах. 50-е. Может, даже 50-е. В начале века появился. Это постмодернизм, это был ответ на Холокост, на Великую Отечественную, на Вторую мировую войну. Он как противовес. Но это просто к тому, что 21 век, когда уже начался, Европа, по крайней мере, весь мир начал переходить к метамодерну. Да. То есть не репродуктивному... Это очень сомнительная теория по поводу метамодерна. На самом деле тот же постмодерн, просто он такой же. Просто есть... называется. Да, но это тоже постмодерн. Он отличается тем, что там должно быть чувственное отношение автора к происходящему. Не просто репродукция, а именно еще и впечатление чувственное отношение автора. Так ты в любом случае, если ты, допустим, так это посмотрел... сентиментализм еще 15 век. Да, ну в смысле нет, это в любом случае, если ты посмотрел какое-то произведение, прочитал произведение, там, допустим... Страдания Гимна Вертера или как раз. Модернистского характера, в любом случае все это через себя пропустил, в любом случае ты, если что-то пишешь, ты пишешь под впечатлением от этого, и ты в любом случае в свое выражение выражаешь, к этому. Ты можешь как отсылку ее, как просто пасхалку можешь, в принципе, прям украсть этот прием, несознательно, бессознательно, может сознательно. То есть это, просто вопрос выражения твоего. То есть, но суть остается та же, что ты, возможно, с этим произведением столкнулся, ты его прочитал, через себя пропустил, и так или иначе ты его выдал где-то и кто-то посмотрел или прочитал, совершенно другой читатель, зритель, и он это как бы увидел в твоем произведении именно этот момент. И то есть, возможно, даже и как бы не предполагал, что он у тебя как бы, останется, скажем так. Достаточно, конечно, сложный вопрос. Тем не менее, мы примерно лет на 20 все-таки отстаем от Европы в понимании. Но и у них метамодернистские все-таки позиции уже стоят. Это нужно разбирать, нужно знать иностранные языки, чтобы вот эту грань. По-твоему, давай так, в принципе, искусство, по-твоему, развивается или нет? Искусство изменяется, но это не есть развитие. Хорошо, ладно. Да. И, кстати, развитие литературы, оно же не обязательно идет именно линейно-поступательное. То есть, как нас учат, что реализм, потом модернизм, потом постмодернизм, теперь метамодернизм. Извините, а куда мы денем, допустим, деревенскую прозу? А куда мы денем, допустим, таких авторов, как, допустим, Маркес? Да, вот это что, постмодернизм? Да нет, а получается, а что это тогда? А тогда отменяется поступательное движение, то есть оно идет не так, не по линейно, литература развивается, даже не по спирали, оно разветвляется. И поэтому говорить о современной, поэтому говорить о том, что, допустим, мы, допустим, от европейской литературы отстаем, а извините, у нас деревенская проза появилась, у них в это время появилась вот этот постмодернизм.
И что? А кто впереди планеты? Да никто не впереди. Здесь нет никакого отставания. А метамодерн, возможно, еще такие есть понятия, как, допустим, вот национальные литературы, да, вот постмодернизм на Западе, он один, постмодернизм в Советском Союзе он был совершенно другой. И это сравнивать их тоже несколько странные вещи. Также и метамодерн. Вот у них такой сформировался, а у нас в России еще не сформировался. Вот сейчас он просто не сформировался, поэтому много, уже лет 20 все говорят, что вот постмодернизм умер, теперь да здравствует там метамодерн, но в итоге что-то ничего не умерло, так и метамодерн так и не родился еще. По крайней мере, мы с этим живем. Тут дополнение, да. Допустим, я могу сказать чисто по этнической культуре, но по хакасской. Мне казалось бы, ну вот термин, допустим, ну, ладно, постмодерн и метамодерн, да, типа. А хакасская культура в этом смысле, она находится в состоянии этнического явления, ну, допустим, да, человек получает то же самое европейское образование, я говорю о Масей Баимове, допустим, он заканчивает литературный институт, у него полный багаж знаний всей мировой культуры на самом деле. Но он пишет работы на хакасском языке, он никак не коррелирует с западноевропейской. Даже сейчас, допустим, когда я пытаюсь вот что-то делать, да, все равно это другое состояние. Допустим, у нас сейчас сказывают богатырские сказания, ну, скажем, Кущена Чара, да. И если брать музыкальную культуру, там наверняка подобные какие-то явления есть. Все равно это две разные системы культуры, но они в одно и то же время хронологически сосуществуют. Конечно, другой вопрос, что с точки зрения европейского развития или культуры, допустим, там есть определенная, скажем, логика, да, и понимание отрицания того, что они сами себе наработали условно. А хакасская культура условно, она совсем в другом состоянии. Вообще, ну, я попытался с Масеем Романовичем поговорить, говорю, Велимира Хверникова читали? Говорит, он не читал, говорит, о каком постмодерне можно говорить. Я попытался постмодерн в хакасскую культуру принести, ну, как бы это я один для себя такой умный сижу, ты сам себя читаю, ну и все, на это все заканчивается. Примерно так. То есть элементарно тот же магический реализм, то есть как бы это же не постмодернизм. Не надо загонять себя в определенные узкие рамки куда-то. А мы пытаемся себя постоянно куда-то загнать. Зачем? Хорошо, тогда спасибо за обсуждение. Давайте немножко отдохнем и будем дальше продолжать. Да давайте дальше продолжать. Или сразу давайте дальше. Сейчас выйдешь на... Так, у меня будет 3 части. Я как заслуженный педагог России, у меня как уроки будут 3 части. Ну, первая часть я расскажу о литературном объединении, какое у нас было с 99 года. Потом коротко расскажу о себе, но потом, как о редакторе немножко расскажу, с какими проблемами я сталкиваюсь, когда читаю произведения молодых авторов. Первое, что самое важное, как учил нас Владимир Ильич Ленин, учиться. Чтобы революция произошла, нужно, чтобы общество созрело. Так и у нас в 1999 году молодежь созрела для того, чтобы появилось молодежное литературное объединение. Если бы этого не было, и литературного объединения не было, в 1999 году тут необходимость это уже была, все. Вот надо открыть, и все, собрались, инициативная группа, там у нас человек, наверное, 30 было. Тогда первый Полина Кандаурова была, Андрей Бондаренко, Сергей Черемиченко, Ольга Дмитриева, ну, все. Бондаренко, кстати, тоже был. И первое, что мы сделали, как вот правильно, у нас не было все запланировано, или вот как-то, у нас все по-разному происходило. Первым методом проб и ошибок, конечно, мы разбирали друг друга, потом стали понимать, что одними разборками никуда не уйдешь. Мы стали и приглашать преподавателей ХГУ, чтобы они приходили, и писатели стали приглашать, и постоянно приглашали из других литературных объединений. В Стрежень постоянно ездили, с Минусинска встречались. То есть разнообразие должно быть. Вот в этом разнообразии, как сами участники разные были совершенно, так и занятия. Встречались мы 4 раза в месяц, по субботам, с 6 где-то до 9 в Хакасской галерее. Тогда она была в Доме радио, пока нас не выгоняли. И также выходили на природу много раз. Ну, на природе чем интереснее, как и бережок, но кроме этого еще там
бутылочка вина всегда была, как всегда, раскрепощенная, такие интересные. Вы можете у Полины Кандауры спрашивать, она там часто, и Ольга Дмитриева, такие очень любили такие. Ольга Дмитриева сейчас в Абакане? Нет, она в Новосибирск уехала. Вот с той поры, вот сразу вперед забегу, у нас 8 человек поступили учиться в литературный институт имени Горького. По-моему, 6 закончили, сколько я знаю. Бондаренко вот не закончил, и еще кто-то, Шаламов, по-моему, что ли. Я точно не помню. Рекомендации давали в ФГУ поступать, в другие. Но это так, на перспективы. Мы методом проб и ошибок издали первый сборник «Багульник». И что мы сделали? Мы пошли за этим сборником в сельхозтехникум, политехникум. Везде презентации провели, заинтересовали ребят. У нас наплыв чуть ли не под 60 человек потом был после этого. Но мы там продумали, конечно, интересно сделали, так чтобы... Главное, это цель, конечно, себя показать и привлечь. Если вот на филфак ходили, ну, университет ФГУ, то есть рекламу себя. И потом у нас выходили 2 газеты. Андрей Бондаренко, кстати, редактором был. Был «Вектор» газета и «Провинциал». Вот как раз также газета выходила, мы с этой газеты шли в ФГУ. Там специально у нас лавочка такая была, где наши книги продавались, сказать, эти газеты лежали. Мы организовали передачи на радио, Изместьева Татьяна делала, о каждом почти члене литературного объединения выступления. Они читали свои стихи, обсуждали. По телевизору показывали, тоже специальная передача о литературном объединении была. Отбоя от желающих не было. Очень, потому что, ну, как сейчас говорят, реклама очень хорошая была. Поэтому мы приходили постоянно. И самое интересное, что ну, не было вот у нас, они не знают, что даже кого мы обсуждать будем на следующем занятии. Из нескольких частей, допустим. Вот мы кого-то разобрали, потом встретились с каким-то писателем, мастером, потом у нас пришли, допустим, в гости приехали из другого литературного объединения, потом мы обсуждали газету, допустим, еще что-то так разнопланово совершенно происходило. И причем неожиданно так происходило. Кто-то раз в голову пришла интересная мысль, раз и ее осуществили сразу. Не было так вот, не понятно. Сегодня мы будем так обсуждать Иванова, завтра Петрова. Может, неинтересно. Они действительно правильно сказали, если его обсудили, зачем я буду приходить? Надо было заинтересовать его. Во-первых, мы преподавали, приглашали преподавателей для чего? Чтобы учиться постоянно, хотя бы основам. Потому что мало, вот они, ну там мы по кругу обсуждали, предлагали, кто хочет прочитать, потом обсуждали. Ну там много-много таких методов было. Я во всех не буду говорить. И преподаватели вот, ХГУ у нас приходили, Кравченко приходила. Она очень интересна для молодых авторов. Она предварительно читала произведения молодых авторов. И на примере, допустим, Ивана Бунина учила, как, допустим, молодые авторы могут писать свои произведения уже на конкретных примерах-то. И это было интересно. Киселев там тоже приходил, ну, интересно такие вот он тоже предварительно читал произведения с опорой на молодых авторов, что они видели, что там вот Бунин как бы пример для них, а какие у них конкретные ошибки, чтобы исправлять. Ну, как я уже говорю, ездили много везде, вечера проводили. И, как у нас это, сейчас модно это слово, встречи, телемосты, или как-то называется, с другими тоже городами. Видеоконференции. Но это, так как это 99-й год, это я уже под конец перескочил. А раньше ни интернета еще, ни компьютеров не было. Поэтому мы и газету выпускали, я же говорю, встречи вот эти организовывали. А интернет у нас появился где-то уже позже гораздо, когда мы уже стали выставлять в интернете. Но и все у нас это где-то энергии хватило до 2010 года, когда поколение сменилось. Вот это Полина Кандаурова уже, ну все повзрослели, как же такими. И где-то год-два у нас опять все затишье, а потом опять всплеск был. Где-то года 2, года 3-4, где-то в 2014 году, так, не в 2014, а в 2015 году. Вот, когда там это Серебряный год закончился. А почему? Потому что
Ольга Дмитриева уехала из Абакана в Сибирь, потому что очень большую роль играет все-таки руководитель. Да. И руководитель должен быть молодым. И от него должна исходить энергия, которая такими высокими словами заражает других своей энергией. Вот если есть такое хорошее, и будут привлекаться. Если нет, то на нет сойдет потихонечку все это. Так. Вот примерно так по литературному объединению. То есть главное должен быть каждый видеть результат. И результат лично для себя он должен видеть. Я пришел, хочу издаваться, вот, пожалуйста, мы тебя сначала в газету свою, «Вектор», потом, пожалуйста, у нас здесь каждый год коллективный сборник выходил. В 2010 году мы даже съездили, по-моему, в «Зеленый шум», целую неделю жили, там наше литературное объединение ездило. Ездили же, да, по-моему? Вот. Это уже как бы, конечно, точка такая была после этого. А почему распались? Поколения сменились. Кто-то замуж вышел, детей родили, кто-то женился, кто-то уехали. Полина, она вообще в Санкт-Петербург уехала, там жили. Сергей Черниченко в Москву уехал. Разъехались буквально. Ну, взрослые людьми стали это уже. Потом молодых, вот, там Тамиркан пришел, потом многие такие тоже пришли инициативные. Мы тоже на филфак закончили, учиться студентами были, тоже опять. Поэтому вот в таком плане просто думать надо, думать. Главное это заинтересовать. Будут они заинтересованы лично. Вот он должен прийти и сказать, я не просто так придут, пообсуждаю. Ну, что ему интересно, откровенно говоря, кого-то другого обсуждать? Да неинтересно. Еще некоторые не готовы обсуждать, а его заставляют, вот, по кругу, по часам, давай, говори. А он не готов, он что он скажет, понравилось, и все. И он потом уже начинает бояться, что приду, а меня будут заставлять, разбирать кто-то. Нет. Поэтому никого не заставляю. Хочешь высказать свое мнение, высказывай. Не было так, чтобы по кругу. Ну там, конечно, такие люди молодые, горячие такие, кровь кипела, бурлила, в общем, довольно интересно было. С художниками встречались, так как картинная галерея у нас каждый месяц новые выставки было. Кстати, обсуждение вот, также классиков было, современных авторов, вот, хакасских писателей приглашали, они делились опытом. Брали, допустим, на одном занятии мы даже обсуждали, какой будет литература 21 века, допустим, в 2020 году. Тоже очень интересно было. До того нафантазировали, ничего не сбылось, то, что мы фантазировали. Вот так интересно, чтобы смотришь по глазам, видишь в глазах интерес, значит все правильно делаешь. Интерес потерялся, все, когда это, как я говорил, надо, как вот охотники приманки там стоят, ну это если так психологию уже знать, чтобы рыбка хорошая поймалась, надо прикормить сначала, а потом уже рыбу ловить. Но это вот так кратко, если вопросы какие-то будут, я может что-то еще вспомню. Что уже жарко сильно. Женя потом под запись возьмет, Илюша. Нет, главное это заинтересовать, чтобы личный интерес был. Вот мы, допустим, сборники у нас, сборников 10, наверное, вышло. И у Полины Кадауровой, и Андрея Бондаренко, и Черниченко. Ну, сборники до 40 страничек как бы такие. За свой счет мы издавали там, объединялись. Где-то тогда выборы первые депутатов шли областной Госдумы там или еще. Вот выискивали это, просто интересно, листовки там расклеивали. Ну, интересно было это, как бы сказал. Все понимали, что назрела необходимость этого, надо это сделать. Поэтому интересно это было. Жизнь кипела, интересно жить. Но руководитель должен быть всегда молодым. Я вот когда уже постарел, понял, что все, уже не могу быть руководителем, что уже отношения меняются, они уже начинают воспринимать не тебя не как равного какого-то, что высказать можно так все, а уже как тоже как-то повыше, уже кто-то стесняется, кто-то еще, то есть как только понял, что у тебя начинает относиться как к старшему какому-то, то уже надо уходить сразу. Поэтому сейчас вот Ольга Дмитриева была, потом Бимаев сейчас он тоже, то есть молодым должен быть.
прозе, да? Сколько молод Пимаев душой. Не, ну тут неважно. У всех душа остается где-то лет на 18-20. Вот у меня иногда лет на 14 я чувствую, думаю, какой я глупый поступок сделал. Аж стыдно, думаю, как будто маленький ребенок поступаешь. У всех душа лет на 18-20. Стареет тело, а душа остается молодой. Но я уже о внешности говорю. Если тебя воспринимает, допустим, ну, если тебе лет 60, ну, уже, ты никак молодежи не будешь руководить, я просто не воспринимает. И все, как молодого равного себе автора. А это когда писатель, допустим, приглашаешь, действительно, они, когда тебя критикуют, допустим, равный, ну как вот, член, это одно отношение. А когда кто-то из мастеров скажет, что тут это неправильно, это уже другое совершенно отношение. Когда критиковали, я говорю, на критику никогда не надо. Во-первых, если тебя критикуют, значит за дело, за живое. Если вы обижаетесь, когда вас вообще ничего говорить не будут, прочитаю или забыли. Так как обычно, я вот как редактор работаю, ну прочитаю рукопись, меня не задело, я говорю, ну молодцы, хорошо написали, дальше пишите. А если вот начинаешь критиковать, ругать там, чтобы исправили, значит за дело тебя. Значит, ты заинтересован. И критикуешь не для того, чтобы там отругать, а чтобы лучше было произведение. Чтобы вот лучше написано было. То есть опубликовать потом можно было где-то или еще. Чтобы потом самому стыдно, вот некоторые, ну что вы критикуете? Я говорю, Ахматову, молодым девушкам, говорю, Ахматову любите читать? У-у-у. Я говорю, вы знаете, на что самый первый сборник свой выкупила, разорвала и сожгла. Что, говорит, мне так стыдно стало за свои первые стихи. Так, говорю, потом пройдет время, вам так стыдно будет за то, что вы... Как правило, в первый сборник начинают тащить все, что написали, чуть ли не с детства. Я говорю, зачем? Ну, выберите из 100 стихотворений 10 самых лучших, опубликуйте, все. Не надо все это как мемуары собирать. Ну, вот на это тоже сильно обижаются. Одна девушка, так, я литературное объединение, так карандашиком аккуратненько подчеркнула, так, да как вы посмели меня критиковать? Я говорю, ну а зачем ты вообще сюда пришла? Какой смысл? Ну если ты такая гениальная, если сиди, да, пиши, посылай туда, куда я тебя, в Москву, подальше и все. Вот и очень хорошие, интересные, кстати, выезды у нас были тогда. В Саяногорск ездили, в Черемушки ездили, в Минусинск. Вот это общение между литературными объединениями очень большую роль играет. Тогда минусинцы к нам приезжали с гитарами, там у костра, так такое неформальное отношение было. В Стрежень мы ездили, ну там уже не старые такие, Бац был, там Равнушкин, они уже такие, там к ним уже как к родителям каким-то относились, молодые, вот они это такие писатели, старшее поколение, все. Вот эти выезды очень интересные были. И не просто так, допустим, на Саяно-Шурскую ГЭС выехали просто ради интереса. Потом куда-то мы еще вот так вот выезды были постоянно. Просто объединяет поход куда-то сходить или все. Не просто, вот я говорю, если просто обсуждение будет, они разбегутся. А надо, и желательно постоянно что-то новое, неожиданное, даже будут шокирующее такое, как скажешь, чтобы шокировало всех. Вот они, потом, ну, хорошо, получилось, замечательно. Так, это так кратенько. Кулачные бои. Нет, не кулачные бои, но просто необычное. Вот мне нравится современный французский писатель, Вебер, по-моему, называется, «Революция муравьев», Татанавт. У него есть такой роман шокирующий, как произошел первый человек. Шла обезьяна, упала в яму. Бежала свинья, упала в яму. Через 9 месяцев родился первый человек. И вот так вкратце пересказано, но у него интересно такие, необычно, шокирующее. Вот. Потому что многие говорят, все это уже было, во всем этом написал, но это же не вы написали. Вы покажите себя, как вот в фантастике. Пишут про этих бедных гоблинов, орков, пересказы Толкина. Ну зачем? Если ты хочешь создать свой, вы думаете что-то свое такое оригинальное, чтобы шокировало там, читателя или еще кого-то. Чтобы ему интересно было это прочитать. Так, ну ладно, это я вперед ушел. Есть какие-то вопросы? Ваши поэтические кумиры. Понимаешь, вот меня часто об этом спрашивают. В каждом возрасте, понимаешь, в каждом возрасте есть свои
писатели, те, которые нравятся. Вот я, ну, про поэтов я не буду говорить. Мне и Маяковский нравился, и Есенин нравился, и, господи, Бродский нравился очень, пока я не увидел интервью с ним. Он сидел где-то то ли в Риме, то ли, по-моему, в Риме курил. И вот тут урна стояла, он взял вот так вот и вышел на окорок, мол, плебеи подберете. У меня сразу отношение к нему изменилось. Ну как так можно? Вот сидит, ну брось вон, ну неужели такое высокомерие-то? Есть такие, у меня сразу, не знаю, отношение изменилось немножко. Ну, может, смотрели там это фильмы, как раз они были. Я вообще не обратил внимания на этот. А вот я обратил. Я всегда, кстати, в литературе говорю, обращайте внимание на всякие мелочи. Вообще литература как детективное расследование какое-то. Из мелких деталей создается все и работает на идею произведения. Потом читатель должен увидеть, действительно, как у Агаты Кристи мне нравится. Она подает мелкие детали. А то что же я сам-то не догадался? Ведь все элементарно просто было. А я не догадался. Так вот, художественное произведение, все. У меня, может, такой старомодный немножко. Я считаю, что идея – это самое главное произведение должно быть. Не стилистика там, не сюжет, а вот именно, что да, все на идее работает. Так, вопросы есть по литературному объединению? Ну, реплику можно? Да, можно. Вот, мы тоже вот сидим в Доме литераторов, обсудили все там время, еще там в 7 вечера, например, ну где-то с 3 до 7 сидим, и все, а потом пойдемте на речку, там выпьем, да, там. Нет, почему нет? Это сплачивает, да. Да, это очень хорошо сплачивает, да. Неформальное отношение, как сейчас говорят, без галстуков. Нет, мы же в Казановку поедем, нам тоже там угостят. На речку пригласят? Где-то угостят, я сколько знаю, по плану. В баню. Должно быть. Вот эти неформальные очень сближают. Когда что-то так. А когда так формально, придешь там, сидишь так, все так напряженно сидят, смотрят, сейчас побьют. А когда сидишь, что тебя побьют, уже желание отпадает на следующее приходить. А если ждешь, что... Вообще, вот я всем советую, говорю, когда не надо в лоб всегда критиковать. Если ты хоть видишь что-то плохое даже, ты раскритикуй в пух и прах, а потом похвали в конце. Потому что запоминается всегда то, что в конце сказал. Молодец я. А потом вспомни то, что ну ладно, исправлюсь. Все замечательно будет. Так что вы запоминайте, я там Ну ты пряник. буду Ты, конечно, критиковать. такой, здесь неправильно, но вот тут вот ты молодец. Да. Это в советской Хакасии работал ответственный секретарь Тарнарудский Григорий Аронович. Вот я к нему, к самому первому, мне тогда, я в 5-4 классе учился. Я пришел к нему, он мой рассказ прочитал, и по-научному так разбирать там, где я все, какой я умный, я об этом даже и не думал, когда писал. А он так все по полочкам разложил, все аккуратненько. Я так гордо стал, думаю, я и не знал, что такое возможно. Как написал, так и написал, как получилось, так и написал. Оказывается, есть теория литературы где-то все. Ну, вот потом, конечно, мы с ним все это разбирали, он мне говорил, что учиться надо. Если хочешь чем-то заниматься, нужно быть лучшим. Ну, пишешь ты стихи. Если ты не хочешь писать стихи лучше всех, значит, ты лучше не пиши тогда. Какой смысл быть как все? Старайся быть лучше. Если пишешь какие-то прозаические произведения, ну, пиши так, что... Да в любой профессии, наверное, это согласятся. Там хоть сантехник, что, хоть шофер, хоть кто. Я приезжал на СТО, один мастер работает, думаю, господи, зачем я сюда приехал? А другой делает машину, любой дорого посмотреть. Видишь, чувствуешь, с душой человек относит. Так и здесь смотришь, с душой человек без души относится. В общем, не надо стоять на месте, нужно постоянно что-то придумывать, новое, оригинальное. Как это, чтобы застоя не было, модное словечко, как сейчас. А они же чувствуют, особенно молодежь, она же хорошо чувствует. Если приходят, нечего уже, я пришел, ничего нового, все по-старому, да когда сейчас бы сходить? А слушай, ага, что-то там еще выдумают интересное, еще с кем-то там было, тогда приду, знаю, что там еще. А там еще, как
романы, когда или пишут, да, романы, ладно, сериалы, все, наверное, смотрели. На чем каждая серия заканчивается? На самом интересном месте. Вот, так и здесь каждое литературное объединение должна заканчивать, как вот там, заседание на самом интересном месте, чтобы было интерес прийти на следующее заседание. Как бы. А об этом мы поговорим на следующей нашей встрече. Нет, как вот по методике русского языка, как научить детей чтению. Берешь сказки, читаешь, останавливаешься на самом интересном месте, а ты дальше читай сам. Вот и все. И дети быстро учатся читать. И заставлять не надо, то некоторые все заставляют. Вот, от сих до сих прочитал, что, как в армии. Копать с 12 часов или отсюда и до 12 часов. Вот. Это все на интересе работает. Будет заинтересовано, будет ходить. Не будет интересно ходить немного. Так, вопросов нет? Так, теперь о себе. Зовут меня, значит, Юрий Анатольевич. Кому подробно надо будет, тут найдете, читаете. Вот что мне мешает? То, что у меня, я учителем работаю, 40 лет стажа. И вот когда я пишу, я в основном для детей пишу. И что мешает? Вот как урок строится? Объяснение нового материала. Объяснил, потом что нужно? Разжевать. Еще раз объяснить, потом что нужно? Закрепить. У меня вот иногда посидеть так, объяснил, все, что-то надо. Нет, мне надо мораль вывести. Я потом, когда говорю молодым, сокращайте, сразу 30% выкидывайте. Я сижу, смотрю, думаю, что тут разжевываю? Выкинул, это выкинул. Все. По идее, если вы второй раз читаете свое произведение, 30% выкидывать надо. Сокращать свое произведение, иначе ничего хорошего. Потому что некоторые начинают второй раз переделывать, еще больше страниц получается. Выкиньте 30%, лучше получится. И по себе знаю, как писать, пишите сразу самые интересные моменты, которые вам сейчас, это по прозе, захватывает. А связочки потом напишите между этими, и тогда так, это я отвлекся. Так. Угу. Ну я это рассказал. Там у меня званий много, кто захочет, тот прочитает. Все мое творчество, для детей в основном. У меня нет, у меня даже 18+ произведений на Литресе, они мне там поставили 18+, и то там главным героем по 16 лет буквально есть. Я у меня тут недавно, когда повесть закончил 2 дня назад, называется «Игры взрослых детей», там про 10 класс. Ну тоже что-то заинтересовалось. На 3 условных части. Первая часть – это такие реалистические произведения о школе, современной школе. В 2010 году у меня роман был «Штурмовой прогноз для капитанов». Он первое место занял на всероссийском конкурсе лучших произведений для детей и юношества. Такая толстая книга в твердом переплете, 560 страниц. В общем, толстая книга получилась. И много рассказов на эту же тему. Но в основном герои школьники, подростки. Почему подростки? Потому что вот дети часто спрашивают, потому что это самое интересное время в жизни человека. Или ты личностью становишься, или сероаморфной массой, такой я любительском говорю. От вас, говорю, не от папы с мамой, там нет учителей, вот от тебя лично зависит, кем ты станешь. Потом, говорю, не надо там упрекать кого-то что-то. Хотя многие, вот я разговаривал с учителями, женщина говорит, ой, как я сердита на свою маму. Говорю, что ты сердишься? Вот я в музыкальную школу ходила, она не заставила меня научиться играть на пианино. Теперь я обижаюсь. Я говорю, ну правильно, а что, на себя обижайся? Мама-то при чем тут? Вот такие реалистические произведения, там и Сережкина, Бригантина, много-много рассказов. Фантастические такие произведения, волнами. Но мне фантастика-то, как вот я всегда объясняю, берется какое-то фантастическое допущение. Вот, допустим, у меня, как же называется-то? Ну, «Крылатый рыцарь» есть, «Золотой остров», большие книжки, такие произведения. Такое, ну, я вот с детьми, допустим, разговаривал, говорю, а кем вы мечтаете стать? Они говорят, вот этим мечтаем стать. Ну, я сделал фантастическое допущение, у меня там 9 класс пошли в поход ребятишки, и они стали теми, кем мечтали стать. И ну, просто мне захотелось посмотреть, что дальше-то с них будет. Или также вот «Крылатый рыцарь», там мальчик перешел учиться из одной школы в другую, и вот там перед этим я сходил в 18-ю школу, у нас самая бандитская школа такая, хулиганская, есть в городе Абакане.
это был сначала журнальный вариант издания. Я им дал почитать, они говорят, все замечательно, но, говорит, вы, говорит, с позиции учителя здесь пишете, а нам, говорит, интересно почитать с позиции самих ребятишек. Я говорю, а как? Говорит, вот это. Там, они мне сказали, есть школьный сленг, там, пробить фанеру, там, и все. Когда мальчишка приходит из одной школы, он, как бы, испытание, настоящий пацан или не настоящий пацан. Если настоящий пацан принимает не настоящий, ну, будешь истерик, как они там мне слова из школьного сленга составили, рассказали, как все. Я потом новых 3 главы даже дописал в повести. Дал почитать, говорит, вот теперь мы, говорит, теперь все хорошо, говорит. Там тоже есть фантастическое, ну, мой «Крылатый рыцарь» называется. Просто, ну, что в подростковом возрасте, это любовь, конечно, там большую роль очень играет. Мальчик испытания не выдержал, стал шестерить, там прислуживать, за пивом бегать и все прочее. Пришла девочка в школу, он в нее влюбился, ну и выбор стал, что дальше я буду таким вот шестеркой, или все-таки я стану настоящей личностью какой-то. Вот он, у него фантастические обстоятельства такие произошли, но девочка его стала называть мой «Крылатый рыцарь» потом. Да. И потом вот когда... Это, там, ну, у меня много таких фантастических произведений. Есть такое, когда я стану волшебником. А девочка, шестиклассница, она ехала по Абакану в троллейбусе, плакала, к ней подошла старушка такая, спросила, что ты плачешь? Говорит, вот я серая мышка, никто на меня внимания не обращает. Мальчик, я когда влюблен так на меня, фу, просто. Она говорит, ну хорошо, вот с этой минуты все, что ты пожелаешь, будет исполняться. Но девочка, конечно, не поверила, но на самом деле все, что она захотела пожелать, стало исполняться. Она, естественно, себе прикид новый, там, ее на Мерседесе шофер, похож на Стивена Сигала, стал подвозить. Но все внешняя экипировочка такая стала происходить. Естественно, друзей, сотни друзей. Мальчик, который не обращал на внимание, это клясться в любви, стал такой. К ней на дне рождения, там, это как, ну, модный Крид приезжал, потом еще какие-то, вот там, я много нафантазировал. И мне просто интересно, чем все это закончилось? Потому что вот я когда с детей просто это дело, говорю, а что ваше представление счастья? Вот они начинают там мне, яхты, там девушки-то за миллионера замуж обязательно выйти. И все такое. В общем, без труда все, что было, море счастья. Говорю, так не бывает. И вот чем все это закончилось? Там у меня так прослеживается. Ну, там много произведений на такую тему. И потом вот в последнее время я стал увлекаться, когда вели конкурс «Мудрость предков детям». Мне стало интересно тоже что-то пересказать по мотивам. Я не стал брать готовые произведения, просто переделывать их. Я люблю, мне вот хочется свое что-то такое. Я прочитал несколько легенд, и на основе этих легенд мне родилась книжка такая «Ханский посох». Мне самому захотелось показать. Просто, ну как вот, по мотивам герои, там, Эрлик Хан у меня, там, Чаян и все прочее. Как по мотивам русских народных сказок есть Баба Яга, там, Кощей Бессмертный, все по мотивам. Так и здесь. Вот у меня сюжет выстроен, ну, на мой взгляд, довольно интересно для ребятишек. Как я уже целью ставил, что вот они, если прочитают мои книжки, то им интересно станет с хакасскими сказками познакомиться, с хакасскими легендами. Я так увлекся, у меня, я и историей увлекся. И с учеными хакасскими разговаривал, с катажеком разговаривал, у меня много тоже. Потому что, ну я, как бы, честно говоря, никогда не знаешь менталитет, это очень трудно. Потому что вот я с Валентиной Гавриловой разговаривал, повести, пьесу редактировал, девушку похитили, она сидит смирно, ну, скоромчили. Она сидит, ничего не делает, ждет, когда я говорю, как? А где бунт? Где блеск в глазах? Почему не убежит даже? Взяла бы да убежала, все. Нет, говорит, так не принято у нас. Да, не принято так. Она должна покорно ждать своей. Говорю, не, у нас русская девушка можно набила и убежала сразу. И все. Вот она так, менталитет, понимаете. Иногда вот что-нибудь так скажешь, человека обидишь, а не знаешь, почему обиделся этот человек. Поэтому надо хорошо познакомиться с менталитетом, с психологией и все прочее. И вот я так увлекся, у меня получилось «Ханский посох», «Безумный лев». Ну, «Ханский посох» — это идея до произведения такая классическая. Что у вас, да? Что, как там, в общем, поговорка-то есть, цель оправдывает средства, по-моему, так. То есть там девушка 16 лет, естественно, она и предает и родителей, и брата там чуть ли не погубила. У нее есть цель благородная, сделать свое ханство или как государство сильным.
Потому что хан постарел, соседи набеги устраивают, разоряют, все. Сын у хана никакой. Вот она решила, а сделаю, стану я сама ханом. И все соседи боятся вот меня. И стала ханом действительно там она. И отца, и брата всех убрала с своей дороги. Ну что из этого вышло? Вторая это... Да, ну жестоко. Да. Потом, если не забуду, скажу. Мне, кстати, как раз это... То есть, почему у вас так все печально заканчивается? Я говорю, ну, жизнь это не сказка, это сказка все. Хэппи-энд там. Я говорю, как в жизни вряд ли счастливо закончится. Говорю, все заканчивается, человека в конце несчастья, ничего, все концом, смертью заканчивается, там уже хоть что делай. Второе, это у меня «Безумный лев». Там, кстати, вот вчера кто-то коснулся, что как раз было предсказание, что у хана, у князя там родился сын долгожданный, но в это время будет знамение, и этот сын погубит весь род, в который он родился. И действительно, когда родился, пожалуйста, шло сейчас затмение, а хан уже ждал, князь этот ждал, мечтал, вот я буду там учить его наконец, как там, все прочее, а тот надо убить своими руками. И вот он стал перед выбором, а что делать-то? Или убить действительно, или, ну так как книга длинная, он значит не убил его. Там вмешались верховные силы, чаяны, потом и хан пришел, они решили посмотреть, а кто, какой этот мальчик станет, вырастет когда. Или как или хан научил его обучать будет, или чаяны будут его обучать чему. Ну там такая смесь появилась. Ну это, конечно, без любви тоже не обходится. Когда пришел отомстить своим родителям, влюбился в девушку в одну, причем как Ромео и Джульетта убил ее отца случайно. Вот. Потом была книга «Плащ жаворонка», тоже такой, но здесь уже отношения между отцами и детьми. Ну, принято же было, оказывается, что когда дети рождаются, сразу вот родился у вас мальчик, а здесь девочка, все, пришли, заключили договор, что когда вырастут, станут мужем и женой. И здесь то же самое произошло, но дети-то не знали, и они влюбились друг в друга и считали, что родители-то против их, они предназначены для других, стали встречаться, там, ну чем это кончилось. Но идея такая, если не учитываешь мудрость предков, не живешь по закону мудрости предков, как тебе родители добра желают, все это ведет к гибели, ну так это простыми словами рассказать. И потом, когда мне сказали, вот ребятишки особенно, почему все так трагически заканчивается, я говорю, ну ладно, напишу со счастливым концом. И мне захотелось узнать, а как вот человек или рождается, ну, богатырские сказания же многие там, богатырский, ну родился сразу богатырем, и все, я думаю, ну такого не бывает. Человек же родится, обычный человек, как обычно, а потом уже от него самого зависит, станет он богатырем или не станет богатырем. И здесь вот у меня мальчик родился, такой ленивый был, ничего делать не хотел. Любимое занятие, как у меня там, сидел перед костром, у него сопли бежали и затушили даже очаг. Ну такой образ, ну ленивый. А потом стал перед выбором, перед мальчиком. Или вот он, ну, все его как бы род погибает полностью, то там сюжет динамично такой идет. Для детей надо динамично все писать, чтобы интересно было. И вот он становится народным богатырем. Как, и что для того надо стать, сделать, чтобы стать народным богатырем. Сейчас у меня еще одна книжка появилась, называется, когда мы в Казановке побывали, там два больших камня, дед и бабушка-то. У меня это не дед и бабушка, это юноша и девушка. Они просто в камни превратились. Ну, я дофантазировал. Называется «Каменные птицы». Такое произведение. Довольно большая. Ну, струны Четхана. Подождите. Вот это про юного богатыря-то, это струны Четхана называется. У меня там как в конце, я как педагог, у меня для детей такой доводка идет. Мораль, как в басне, что вот народные богатыри, это как струны Четхана, которые, я точно уже не помню, чем звонче играет Четхан, тем больше рождается богатырей. Вот такое доводка идет. А тут каменные птицы как раз. Там на один род нападают, ну как говорится, агрессивный хан, как вчера говорили в этих-то, захватывает мальчиков, ну как это обычно было, мальчиков в плену гоняли маленьких, потом из них выращивали воинов,
И причем они становились самыми жестокими воинами потом. Приходили на свои земли и вели себя более жестоко, чем обычные воины. И вот его вырастили, он вернулся на свою родину, и там дальше что много-много чего происходит интересного. Вот в таком плане. Потому что, ну как, вот часто спрашивают, ну с поэзией там более-менее, а как вот в прозаиках рождается? А вот если раз мысль какая-то интересная придет, вот, допустим, я с девушкой с одной, она интересный рассказ очень написала, такой философский, может даже. Я говорю, как тебе удалось тут написать такое? Не каждый может. Она говорит, а представляете, вот я говорит, с подружкой шла по рынку нашему, а там нищенка сидела. Она говорит, попросила денег. Я, говорит, гомонок-то открыла, деньги пока выкладывала, а подружка ушла дальше, а там переход есть. Я, говорит, стояла деньги, считала, а подружку в это время машина насмерть сбила. Она не заходила, говорит, я задумалась, говорит, а почему это произошло? Вот я, говорит, не остановилась, не дала денег, там это нищенке не пожалела, и меня, говорит, сбила насмерть машина, все. Вот, ну, это такие выводы, интересные мысли такие. Вот мне нравится, когда вот идея такая здесь. Я говорю, отредактировать я отредактирую, тут ничего сложного. Говорю, вот эта идея, чтобы она себя заденет, главное, чтобы задела, так же в стихосложении. Техники стихосложения можно научить. Вот если задело стихотворение, это задело, значит. Главное, какая идея? Там эмоциональная главная идея, образы, создание образов эмоциональных. Вот если ты создал какой-то эмоциональный образ, затронул эти стихотворения, значит, хорошее стихотворение, можно сказать. Остальное можно доделать, технику дописать. Вот это самое главное. Вот задело тебя или не задело. Почему вот Ахматовой многие цвета очень, потому что задевает очень эмоционально, очень сильно. Так, ну это опять вперед. Забежал. Вот в таком плане. Потом, значит, ну вроде так кратко рассказал, так. Ну кто захочет узнать побольше, можете в Литрес выйдет, там у меня некоторые повести в Литресе опубликованы, но там 18+, почему-то. У меня там одной повести есть. Говорит, блин, ой, бля-бля, говорят они. Без последнего, просто, ну это лет 18+, уже написали, содержат ненормативную лексику. А штурмовой прогноз для капитана, где там про пляж, вот это все. А, нет, это, кстати, вот это про пляж. У нас был профессор Абелькин. Я ему дал прочитать, он отзыв на мою книгу написал, говорит, Юра, ну есть одна большая претензия. У тебя, говорит, книга о подростках. Они в это время все думают о сексе только. Почему у тебя нет таких мыслей сексуальных отношений? Я говорю, учту, внесу некоторые изменения. Ну, внес там 2 эпизода есть таких. Ну, он, правда, с одной стороны, прав был. На чем в 15-16 лет? Такие мысли кружатся в голове. Есть, да, ну как. Я часто с ребятишкой на эту тему беседы провожу. Это очень интересно воспринималось. Да. Сразу интерес проснулся. Вот. Это как да, сразу. Ералаш такой был. Ералаш такой был. Никто не хочет читать Евгения Онегина с детей. Она говорит, ну, ладно. И читает, вот они зашли в беседку, и дальше такое началось, такое. Говорит, ну дальше сами прочитайте. Я, говорит, не могу вам говорить про это. Дети на следующее занятие приходят, говорят, слушайте, Мария Ивановна, ну по 3 раза Евгения Онегина повесть читаю, ну нету там такого. Где вы нашли такое? Вот поэтому так и получается. Так, ну здесь вроде все так. Ну, кому интересно будет, можете в интернет выйти, там наберете просто Чеченский Юрий Анатольевич, поисковый, там много чего выйдет. Я там тут как-то вышел, даже в Ленинской библиотеке нашел, что там мои книжки есть. Неожиданно так было. Я так удивился, конечно. Обсуждения тоже были там. Это тоже фантастическое. Название такое еще высмеяли у меня в этом на портале фантастов. «Властелин зла» повесть называлась. Один так написал, я не понял. Или «Властелина» девушка зла. Или... Почему такое название интересное? А там сразу на форум эти приглашают, там,
куда много. Поэтому я и советую всем, не стесняйтесь, выставляйте, пускай ругают, у нас этих сайтов, стихосложений много всяких этих сайтов различных, везде есть. Если деньги хотите заработать, Литрес выставляете, там даже гонорары платят, причем вот неплохие, можно так сказать. Так, проза.ру у нас самая обычная есть, тоже можете принимать. Ну там, конечно, много, 99% есть, но тоже, пожалуйста, выставляйте. Но самое интересное, если вы хотите, чтобы вас покритиковали, кого-нибудь покритиковать-то. Вот если так вот выставишь, ну, например, хорошо, понравилось, не понравилось, а кого-нибудь как раскритикуешь, да еще так позлее, сразу таких отзывов много приходит, а вы сами-то молчите. Беда-то в том, что вот, когда молодежь собирается, критикует, а нас-то никто не сильно не критикует, Хакасия. Мне вот хотелось, чтобы так покритиковали. Как я, допустим, тут принес в издательство рукопись, а она, редактор тоже читает, говорит, а почему такое название повести-то очень интересно? Я говорю, «Неоткрытый остров» называется. Она говорит, ну вы внимательно прочитайте, я раз 100 читал. Она написано, «Неотрытый остров». Одну букву пропустил. А сам вот раз 20, постоянно читал. И вот таких вот моментов встречается очень много. А когда книга издается, потом находишь вот такие, самому стыдно становится, вот нету хорошего редактора, что так вот хорошо пропесочил, исправил. Это вот редакторская деятельность теперь хорошо. Я уже, как сказать, давно редактором, с молодыми давно работаю. И постоянно одни и те же ошибки. Вот уже сколько, 20 лет, наверное. И причем одни и те же самые грубые ошибки происходят. Я говорю, ну вы немножко-то хотя бы теорию литературы почитайте. Еще Гумилев говорил, чтобы, как же там сказал-то, нужно хорошо знать теорию стихосложения, чтобы когда придет вдохновение, не задумываться об этом. Или как вот в русском языке, не будешь знать, как правильно писать, пока думаешь собака или собака, и забудешь, о чем писал. Пока, так и здесь. Ну, все, счастливо идет. О, я говорю, что-то гроза будет какая-то. Да, это да. И вот у меня такая советы для начинающих молодых авторов на 2 страничках образовалось 33 совета. Кстати, сразу хочу сказать, если кто-то хочет с теорией познакомиться, я не буду долго рассказывать. Просто есть книги Николай Басов «Как написать роман», мне понравилось. Но там столько воды льет, там 300 страниц. А если тезисов взять, вот у меня 5 страничек всего получилось, я оттуда выписал. Самое конкретное. Есть Юрий Никитин, как стать писателем. Тоже довольно оригинальные мысли. Ну не совсем, конечно, соглашаюсь, но оригинальное. Обязательно нужно познакомиться. Есть Ирина Голуб, самая доступная. Стилистика русского языка. Где она, стилистика у меня русского языка? Ладно, куда-то потерялась. А, нет, вот она. Стилистика русского языка. Ну, просто ознакомиться, знать, как писать. Здесь вот у нас есть использование синонимов и абсурдности. Ну, столько терминов, можно их и не запоминать хотя бы. Начните запоминать тавтологию и все прочее. Как все это используется? Целая наука фоника есть, оказывается. Как фонетически построить произведение. Тропы, слова есть, вот как это, аллегории, метонимия, там, сравнение, все. Хотя бы примерно знать, что это есть. Выразительное средство русского языка. Даже длина слова какая должна быть. В стихотворении какая длина слова должна быть. В прозе. Вы знаете, что проза тоже ритмическая должна быть. Ритм в прозе. У нас восходящее идет предложение. В хакасском языке вначале как бы идет, а потом опускается. А у нас в русском языке как волна вверх раз на гребень уходит, потом спускается. Примерно так. И затягивать никогда не надо. Многие любят писать, которые там как на весь абзац одно предложение идет. У нас сейчас психология даже чтения изменилась. Не могут молодежь и люди читать длинное предложение. Надо это тоже учитывать. Вот потому длина слова очень важна. Так. Кстати, по стихосложению, даже по прозе, если хотите себя проверить, берите вслух текст, читайте. Если где-то запнулись, значит, все, ритм нарушен,
и все прочее. Как вот у Гомера Илиада. Там же есть легенда, что он сидел на берегу моря и сочинял ее. Когда волна набегала и убегала, и у него так и строчки идут. Набегает волна, убегает волна. И, по-моему, Тхан-Тюнис тоже так же перевели. Получается, как бы набегает и убегает. Вот это, такое, волны идут как бы. Ну, тут много примеров. Как использовать слова, допустим, у того же Симонова есть такое предложение. Войска идут. Он сказал, и все. Ну, идут войска, и все. А он пишет, войска идут, идут, идут. И так 5 раз повторяет. И действительно, когда читаешь, такое ощущение, что действительно длинно-длинно, бесконечные войска идут. Вот это нужно обязательно. Где же у меня это-то? Еще же... Ладно. В общем, в интернете можно все много, но там 99% чепухи идет. Особенно это такие на полстраницы пошло. Зачем? Все это прекрасно и так знают, как все. Можно, конечно, как этот Волконский-то, помните, когда «Войну и мир» читал, дуб-то это, но здесь психологический прием, каким он туда ехал, дуб видел, а потом каким обратно ехал. Это пейзаж очень, кстати, большую роль играет в произведении. Через пейзаж можно показать все чувства. Причем показывать внутренний мир героя обычно через пейзажи. Поэтому тоже, особенно юноши, когда пишут, они пейзаж вообще выбрасывают. Как бы считают, что это лишнее. Зачем? А девушки наоборот, они... И причем 99% девушки пишут, это стихи о несчастной любви. Причем такие наивные, глупые стихи иногда. Одна девушка принесла стихи, я говорю, ну, хочешь, я скажу, что ты никогда не любила? Она говорит, как вы догадались? Говорю, ну, почитай свои стихи, говорю, такие наивные. Говорю, вымысел такой понапридумывала. Говорю, сразу понятно. Когда человек влюбляется, все совершенно по-другому ведет. Поэтому, если хотите о настоящей любви писать, надо влюбляться. Почему? Поэты такие влюбчивые все. Потому что им надо, чтобы в их чувствам поверили. Вот они и влюбляются. Ну и прозаики такие же, в большинстве своем. Кстати, недавно книжка вышла, психологическая, сейчас еще одну покажу. «Психология телодвижения» называется. На улице так хорошо, может мы под вес? Да я сейчас закончу, 2 минуты. Психология телодвижения. Потому что психологически, не надо писать, она, допустим, я тебя люблю, сказала девушка, обманула девушка парня. Ну просто напиши, я тебя люблю, сказала она, и отвела глаза в сторону. Ну это упрощенно опять. Ну понятно, что она его не любит. Все. И вот таких много ситуаций. Когда ко мне, я рассказывал, один 9-классник подошел, говорит, вот я девушку люблю, ну как понять, что она любит она меня или нет? Я говорю, да очень просто. Ты возьми, подойди к ней, только говорю, не в лоб. А если в лоб подходи к женщине, она инстинкт срабатывает, она не воспринимает. А чуть-чуть сбоку надо подходить. Вот если она тебе разрешит подойти близко, не отступит назад, значит ты ей нравишься. А если сделаешь шаг назад, значит ты ей не нравишься. Все. А не надо там как по-глупому закосы дергать, да все, внимание привлечь. Просто психологию надо знать немного. И вот эти использовать. То есть рисовать какие-то картины, рисовать. Не просто говорить, там, она его обманула, она огорчилась, там, она там рассердилась. А ты внешность покажи и сразу читатель. Это больше нравится читателю, чем... Как, читателю не нравится такой менторский тон. Когда вот раньше это классика у нас обычно. Нравоучение такое, это не нравится. А надо так показать, чтобы читателю, может, и не нравится, но с этим согласился. Да, это мне не нравилось. Ну, правильно ведь пишет. Убил бы, но правильно пишет. Вот с такого плана. Да. Кстати, вот такие ошибки просто, надо этому учиться. Дальше. Вот такие в интернете и везде вот. Всеволод Мальцев, он каждый год, наверное, выпускает вот такие справочники. Справочник путеводитель молодого литератора. Ну, это путеводитель как бы. Он здесь дает адреса всех сайтов, всех журналов. Причем тут где-то описывается, он правда говорит, если чем написать, послать письмо в какой-то журнал рукописи, вы выйдете, прочитайте требования обязательно.
у тех же журналов, там даже, если они требуют 14 шрифтом, вы пришлите 12, он даже читать не будут. Я вот знаю, выступали этот редактор Эксмо-пресс главный, ну вот эти коммерческие издания. У нас, говорит, есть четкие требования. Вот есть, говорит, техотдел. Мы пишем поля 2 сантиметра, вы пришлите поля с 1 сантиметром, мы, говорит, сразу читать выкидываем. У нас, говорит, чуть ли не станок какой-то есть, который все это в сторону отбрасывает. Четкие требования. И вот здесь вот перечислены журналы и четкие требования. Какие фантастики печатают. Если, говорит, вы пишете фантастику, так посылайте там, где фантастику печатают. А не посылайте туда, где там формат совершенно другой. А как автор не очень? Да, Мальцев, Всеволод Мальцев, ремесло писателя. Справочник по теорите. Здесь он от азов начинает, как синопсис написать правильно. Потому что, как обычно, синопсис прочитали, не понравился, выкинули произведение, что синопсис не понравился. Потом, как договор составлять с издательством, как на литературных агентов выходить. В общем, все требования. Ну, справочник такой перечислен, все. Журналы, издательства, все перечисленные. Просто совет такой, что многие посылают рукописи, а ответы даже не приходят. Причем издательства все журналы пишут, рукописи как-то там не рецензируются, что-то не возвращаются. Не возвращаются, да. Редакция не спросит переписку с авторами. Да, вот. Поэтому узнайте, посылайте стихи куда-то или еще куда-то. Почитайте, будут их там вообще читать или не будут, эти стихи. Вот они вообще стихи не публикуют. Вот они там научную фантастику печатают только и все. Вот в таком плане. Это я, кстати, по длинноте прочитал, такое длинное предложение, сразу я не понял, то ли осень, с осенью гулял, то ли еще что-то. Вопросы-то какие-то есть? Нету? Просто... Сколько всего книг издали? Ой, 12, по-моему. Это мои личные книги, 12. Но вообще, я так посчитал, если даже... А сколько написали жанров, повестей, романов? Где-то штук 50. Вот я так посчитал, говорю, если публиковать хотя бы 2 книги в год, мне это до конца жизни не хватит. И то, если вот мне... Вообще, есть такое утверждение, если вам интересно писать, то интересно будет читать. А если вы сидите, начинаете себя выдавливать что-то, ну и неинтересно будет читать. Вот интересно вам, захватываешь. Лучше всего, когда вы пишете и думаете, какой я гений, как я написал, как это здорово. Не важно то потом, что вы там через месяц себе будете думать. Главное, чтобы когда вы пишете, у вас восторг от того, что вы пишете. Вот это очень. И к героям отношения, понимаете? Вот я на собственном примере, у меня повесть одна есть такая. У меня сначала героиня была одна девочка. Я в нее там влюблен, можно будет сказать. А потом по сюжету оказалось совершенно, это такая гадкая девочка. А вот эта девочка, вот это стоит любить. Произошла смена. То есть автор должен любить своих героев. Если у вас есть любовь в произведении, вы должны быть влюблены, если вы там мужчина, вы в свою героиню влюблены должны быть. Если женщина, то в своего героя влюблены. Не важно, что вы потом разочаруетесь там в них или еще что-то. Вот это важно. Когда пишете, вы должны быть, вам интересно, у вас восторг должен быть. Но это я уже о стихах не говорю, там особо там иногда пишут, чуть ли не на потолок лезут от удовольствия. Потому что потом читать начнет. Да? А если вы равнодушны к стихам, я же говорил у Пушкина, я помню «Чудное мгновение», поедете в Санкт-Петербурге, зайдете в музей, не в квартиру, а в музей. Я помню «Чудное мгновение» переделала 19 раз. И причем от первого варианта до последнего дошла только одна строчка. Я помню «Чудное мгновение». Все. Вот гений чистой красоты и все. Вот эти 2 строчки вошли. Остальное постоянно переделывалось. А то некоторые говорят, особенно стихи, ну как я буду исправлять это даже. Сверху мне продиктовали. Я еще исправлять что-то буду, там божественное начало на меня не спадает. Я говорю, нет, вот когда не спадает, пиши. А потом, когда не спал, уже сядь и поработай хорошо над произведением. Это главная отговорка у всех поэтов. Я так вижу, как это, без запятых, без всего. И одна девушка принесла, без запятых, без всего. Я говорю, а почему так специально? Да, я так специально задумала, там все. В некоторых словах ошибки такие, говорят, это специальные ошибки. Я говорю, ладно, вот это, садись, заявление пиши, чтобы
это ты не против, что твое стихотворение опубликуют? Она написала без запятых, с ошибками. Я говорю, ну, все понятно, что-то специально ты это задумал или не специально. Поэтому я говорю, чтобы писать грамотно, учите русский язык. Тогда грамотно. Если пишете стихи, ну хотя бы основы стихосложения выучите. Как Гумилев говорил, что когда придет вдохновение, я не задумывался, как написать стихотворение, как выразить свою мысль. Вот это. Ну, Есенин тоже про это зачитал. Есенин, кстати, корректором год-два, наверное, работал в издательстве этих, как его, Савина или когда там. В Петербурге это было крупное издательство. Что-то он забыл. Они собрание сочинений постоянно. Он 2 года проработал корректором. Хотя говорят, что там, там это. Пушкин безграмотным был или еще там, ничего подобного. Все четко и грамотно писали. Вообще, в советские времена, вот ты приносил рукопись, даже гениально. Редактор садился, 2 ошибки нашел. Извините, идите отсюда подальше. Не умеете грамотно писать. Нечего, все. Это уже это. Так, все, вопросы какие-то есть? Просто, нет. Вот когда я начинал, у нас интернета не было. Вот эту теорию литературы, сейчас проще, в интернет забил в поисковую систему, 90% мишуры, а 10% можете Веллера почитать, он хороший, как рассказ написать. Вот эти Басовые, я сказал, там неплохо тоже, он пишет, как написать роман. Вот там структура дается всего. Как заинтересовать читателя, как главы написать. Вообще, какие главы по размерам должны быть, сколько страниц занимать, как заканчивается, длина слова. Вот стихосложение вообще приветствуется, чтобы не более 4 слогов, даже оптимально 3 должно быть стихотворение. Не должно быть длинных слов вообще. Вот это такие... Нет, да, слова не должна быть больше 3 слогов, допустим. А то, когда пишут, вышел длин на шее, или еще. Нет, это слова такие длинные должны быть. Ну и в прозе тоже желательно. Канцеляризмы убирать вот эти. Многие молодые авторы на канцеляризмы скатываются. У них, особенно в описании природы, как же там, мне одно слово такое понравилось. Фауна. Вокруг него была прекрасная фауна. Ну, в общем, зоопарк. Вот интересно было. Так, ну если вопросов нет, все там приглашают на улицу отдохнуть. Надеюсь,